Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Do'stlar, to'g'onlar degan kebek. Так, где-то будем, наверное, делать просто запись. Памяти у меня хватит, Микен, просто запись делать. Ну, насколько хватит памяти? Ну-ка, давайте-ка проверим. Просто на все этот выходить не хочу. Итак, из кибер ТикТока масик там, который не монетизируется. Ну, короче говоря, заблокирован. И такой же немонетизируемый YouTube козяк там. Ну, хоть ладно, хоть он есть у меня. Так, сейчас я чуть-чуть посидим. Я сейчас будильник поставлю, чтобы мы на сухур потом я чтобы ушел. Флайрах. Не могу понять, сколько тут памяти. Не телефон, так скажем, обманчивый. 106, 20 гигов только здесь есть. Тоже непорядок. Так, Беркеше. Так, в Ютубе 4 человека. Ну, то, что я обещал, днем чуть-чуть поговорили. Будем сейчас долбить полностью уже. Рука, а там свет, солнце было, не видно экран. Сейчас будем читать новости конкретно со всех щелей. Сколько успею, столько успею. Ведь хотел этот будильник поставить, Сагат. Ну, давайте хотя бы в 4 так поставим, а потом посмотрим еще. Еще там до 4:30 можно будет, да, посидеть? Чтобы потом не спеша, так я на всякие делать. Сухур делать. Не люблю торопиться куда-то. Ошалып тағанып утро болмайды. Так, окей. Чуть-чуть будем запись делать. Телефон года. На всякий пожарный. Потому что блокировка никто не отменял, да некибек. Можно ото всех ожидать блокировку. Так. Вроде бы все. Так. Просто у меня все на соплях висит, честно говоря. Так. Дофига держателей, которые что-то делать должны они по-свойски. Так, ладно. Записывать, не записывать. Хаза, короче. Я просто телефонами запутался. Не надо было в другом телефоне быть. Ладно, давайте чуть-чуть Окей, давай, чуть-чуть будем записывать, давайте. Чуть-чуть, пока память не забьется, запишем и потом все вырублю. Итак, 3 зрителя в ТикТоке, 35 в Ютубе. Рахмат. Не спится? Ютуб что-то не спится? Странно. Ладно. Так. Последние новости, которые читал вам потом еще что-нибудь почитаем. Сейчас новое еще тут появилось. Вроде бы как. Ну, вот здесь вот наткнулся я на одну тему, короче, насчет Китая. Вот давайте об этом сразу с эфира, пока у меня мысль не улетела, поговорим. У нас более-менее уже вроде что-то потеплело, непонятная погода у нас. Как Китай стал могущественным? Ну, это как бы там просто это в Ютубе чуть-чуть я посмотрел начало, о чем говорилось там. А так, что я хочу сказать насчет Китая. Я в тот раз уже эту тему один раз подымал насчет того, чтобы как решить проблему с Украиной. И, само собой, независимость Башкортостана, Татарстана и так далее, и так далее. Все вот эти темы, да? Тут, получается, сегодня везде жуют, ну, по новостям жуют,
И плюс вдобавок вот этот видос, ну, я покажу так эмблему, если кому интересно, посмотрите, вот, вот такая, ну, вот такая вот заставка, короче. И получается, что там получается? Короче, все хотят бороться с Китаем. Особенно вот этот трамплин. Вот этот трамплин пытается, ну, типа, рамсить с Китаем. Но тут он почему-то каким-то методом пытается поднять Москву. И я считаю, нам нужно, кровь из нос нужно поднять сейчас какой-то европейский народ, вообще весь народ надо поднять европейский, поэтому я всегда и склоняюсь к тому, чтобы выйти мне на большой эфир с кем-нибудь, поговорить насчет этого. И там хотелось бы разложить разные темы. Ну, особенно тема того, почему нужна независимость всей России. Исходя от этого, тут я никогда не думал, что тут Китай еще. Я же всегда, помните, я говорил вам, Китай нафиг нам нужен, Китай не нужен нам, пусть дышит, короче, что хочет, то и делает. Я всегда вот это говорил. Ага, нифига. Тут все-таки, оказывается, был третий лишний. Понимаете, есть третий уродец тут под названием Китай, который палки в колеса сует всем. И в том числе, конечно, трамплину почему-то. Потому что, так скажем, все хотят грабить. Это Китай любит, как говорится, как вот здесь тоже говорилось и везде говорится, ждать. Китай любит ждать. И вот подумайте после этого. Если он любит ждать, у него есть, значит, сабр. Но они-то не мусульмане. Ну, они против мусульман. Они гнобят, уничтожают все подряд. Против ислама идет. Как раз-таки недавно видосик я закидывал, рассказывалось, Айсен вроде бы рассказывал о том, что Китай заполонил Узбекистан. И потом я это скинул в Узбекистан, мне с Ташкента сказали, что да, реально, я с тобой согласен. Чувак сказал, ну, один братан, сказал, что Китай реально заполонил нас. Получается, реально Китай вошел в Узбекистан и, получается, занимается таким тихим удушьем узбеков, моих узбеков, так скажем, да, и после этого вот и думаете, что почему нам нужно уничтожить Москву. Интересно, да, ведь вот вроде бы Китай третий лишний, да, мы говорим, точнее даже не говорили, о третьем мы вообще я и не говорил никогда, я всегда же склонял, если помните, склонял, так, значит, у нас Европа, так, Украина и наша независимость. Все, даже американцы нам не нужны, по идее, я всегда говорил. Даже Туран нахрен нам не нужен, как говорится, со своим Эрдоганом вонючим. И вот поэтому, что тут происходит? Происходит одна вещь, что нам сейчас нужно глаза открыть, так скажем, этим европейским яйцеклеткам, чтобы они поняли, и Англия, ну, короче, все, вот то, что находится в Европе, все должны понять, что трамплинские и китайская война с Москвой, получается, вдобавок, дружба с Москвой, это нам вообще ни к селу, ни к городу. Это нам ненужная вещь. Чтобы вот этот бой, так скажем, без третьего лишнего происходил, нам нужно стыкануть Европу с нашей независимостью. Наша независимость Башкортостана и Татарстана должна идти прорез вот этих всех вот этих войн, этих тупорылых вот этих держав. Почему? Потому что только тогда, когда уничтожится московская ига, только тогда тет-а-тет, уже без третьего лишнего, будет бой этих двух петухов, Китая и трамплина. И для этого мы должны постараться избавить вот этот поединок без третьего лишнего. Как раз таки, когда, если это мы сделаем с Европой, и игра пойдет уже по-нашему, не по этой системе, которая пытается нам строить Китай. Понимаете, тут, я же говорю, тихие, так скажем, омоти черти водятся. Вот это и есть. Китай пытается наколоть, получается, и узкожопых,
и американцев, пиндосов этих, и, само собой, он засел уже в Африке, понимаете, еще тут добавок, еще есть удушье Африки, не говоря о том, что недавно мы слышали Панаму. Понимаете, он везде хочет эту тему запустить. И помните, я когда-то говорил вам, встречал я дунганца одного, он рассказывал мне в Норвегии, когда еще там мы сидели, мне рассказывал одну вещь, что китайцам какое-то время раньше, сейчас такая тема уже не катит, говорит уже, может они уже другим методом занимаются, я не знаю, давали по $1 000 000 там или сколько там бабла семье китайцев давали и говорили, мы уезжаем, окей, нате деньги, езжайте, короче, в Америку или куда-нибудь в Европу, к чертям собачьим куда-нибудь и создавайте бизнес. Создают они там бизнес и привлекают своих. Вот такая тема у них, понимаете? Получается тихий вирус. О, вот это коронавирус, но только у них тихий вирус по уничтожению внутреннего контингента людей. Всех людей, всех на земле. Понимаете? И это для нас, в первую очередь для мусульман, это полнейший враг. Это в первую очередь. Это, сами понимаете, уйгуров они мочат. Уйгуры тоже, грубо говоря, мои земляки. У меня много родственников уйгуров. Считаете, у меня и тетя уйгурка получается. У меня, короче, я с Андижана, у нас насчет уйгура, разделения уйгура с узбеком у нас по сути нету. Ну, они пытаются разделить себя, конечно, потому что у них язык теряется. Поэтому им надо делиться. Как и башкиртам, и татарам нужно определять свой язык. И тут получается, что получается? У нас проблема. Проблема именно независимых вот этих республик о том, что вы, вот все, которые сейчас воюют там за Украину, туда-сюда, что-то мудохаетесь, это все ерунда. Это все ерунда. Почему? Потому что нам вот этого третьего лишнего нужно уничтожить. Это Москва. Это Москва. А то, что делается Зеленским и Украиной, это, как сказать, тот момент, куда мы должны залезть и помочь. Мы должны туда залезть и помочь. Я сколько это уже говорю, давайте создадим хотя бы какое-то положение там, да, так скажем, не такими маленькими ячейками, такие рота башкир, там постоянно мне суют это РДК, МРДК, не нужны они нам. Нам нужны конкретные действия по сбору людей, которые находятся именно внутри Башкортостана с Татарстаном. Мы их должны вытаскивать, а не тех, которые там где-то что-то там, не нужны они нам. Нам нужно именно создавать Башкорт хам татар ротасын. Общая одна рота должна у нас быть. Ну, точнее, я ее роты даже не хочу говорить. Какой-то сбор, да, бригада, так, бригада. Вот что-то в этом роде, чтобы мы могли полностью захватить полностью Москву и тем самым, получается, разобраться там с казной, понимаете? Самая первая задача это разобраться всем туда, так скажем, как-то неохота ругаться, все-таки Рамадан время. Короче, наворованным, правильное слово нашел. Наворованные вот эти вещи нужно оттуда вытащить, все сундуки, так скажем, золотом, и раздать, как говорится, везде по своим хозяевам. Разобраться, получается, долгами, построить новую Украину. Также, как всегда я говорю, Москву нужно отдать Украине. Мы не должны больше слышать, что там есть Москва. Давайте забудем это Москва, постоянно мне пишут казахи Москва. Этого алкаша Киева нужно забыть. Понимаете, нужно там сделать Киев. И Киев. Киев тоже как-то, наверное, перевести можно будет как-то по-нашему, да? Киев. Тут Москва, а манда Киев. Киев, манда Москва. Прикольно вообще получилось, да? Ну, короче говоря, тут жених, а там этот пьяный жених. Понимаете, если так интерпретировать, переводить этот идиотизм, да? Вот, поэтому нам нужно этот... Так, hozir gana 184 kishi, men qarab qo'ydim, 184 kishi o'tiradi, hozir qo'ydan kirdilar. Bilmayman. Ну, manda уже пятигаузлар o'tirdilar, урыслар. Урыслар kirgan bo'lsa, ozgina narsaga aytigiz menga. Урыслар bosdi ovulni, урыслар ovulni bosdi, mo'rjalar ovulni bosdi.
Selam Sterling. Sterling selam. Kстати, nenem bir Sterlibash'tan da indi. Sterlibash'tan. Так. Sterlibash degan şimdi. Stерлитамактан Стерлибашева. Вот, поэтому вот такую тему надо сделать, понимаете? Нам нужно выходить на этот, так скажем, разговор, на этот разговор уже вышестоящими инстанциями побыстрее. Побыстрее надо это делать. Даже если... кстати, это не волнует то, что там война идет в Украине. Не идет, не от этого зависит это все. Вот уничтожить Москву не зависит от этого. Мы постоянно гонимся за то, что вот сейчас опоздаем. Да мы уже 500 лет опоздали. Поэтому сейчас это Украина, по сути, как бы это нам, конечно, окно в Париж, но опять-таки мы туда уже не успеваем, в этот вагон залезть, понимаете? Мы уже опоздали, по идее. Поэтому не нужно, я считаю, я уже устал об этом говорить постоянно, давайте, давайте. Я думаю, уже не стоит, давайте. Короче, лучше просто нужно действовать таким образом, чтобы весь контингент Европы посмотрел на то, чтобы уничтожить Москву. И плюс еще самое интересное, для чего это? Я вот здесь по куску я буду записывать. Именно потому, почему мы должны уничтожить с Европой Москву. Потому что Европе нужна тишина. И им же неохота, чтобы кто-то там дышал им в спину, как говорится, атомной бомбой. Да? Поэтому мы должны сделать так, чтобы Европа почувствовала себя безопасной. Но об этом на днях тоже думал. Я уже об этом говорил, если вам помните. Короче, насчет атомной бомбы. Я думаю, нам нужно заключить, если у атомка есть у французов, нам нужно заключить Башкортостан с Татарстаном, чтобы атомные головки, так скажем, головочки, вот эти головочки атомные, короче, прибыли на территорию Башкортостана. Чтобы в Башкортостане совместно можно это потом уже дальше больше развивать с Казахстаном, с Узбекистаном, Кыргызстаном, с Таджикистаном, со всеми общепринятыми вот этими, сколько там, 4, и с нами 6, да? 6 вот наших, так скажем, ближних азиатских куршеляр, так скажем, куршеляр, как это по-русски? Соседей, короче, моментами забываю. С соседями, получается, можно будет сделать один такой, так скажем, эпизод, отталкивающий Москву. Понимаете? Почему Башкортостану нужен атомная бомба? Потому что Москва рано или поздно, она заново захочет, у него зачешется 5-е место, опять захочет брать, как сказать, до Сахалина что-нибудь захочет брать. Поэтому мы должны это разработать, договориться с европейцами, что у нас будет атомная бомба. Почему? Потому что мы уже устали быть 500 лет рабами. И это для нас будет как раз-таки друг, как я в тот день закидывал такой, друг, хороший друг – это атомная бомба. Все, друзей может быть в любое время не быть. А атомная бомба – это друг, понимаете, он железный друг, Тимирхотон, так скажем. Поэтому мы должны это сделать, ну, так скажем, совместно с европейцами. Почему? Потому что у них уже все есть, все классно. А то, что в Москве атомка стоит, его, само собой, отжать и раздать по всем регионам. Разделить все, а вот установки на них, если не хватит установок на все регионы, докупить у европейцев, допустим, у Франции. Поэтому я считаю, это еще вторая тема. Теперь насчет того, что если мы уничтожим, получается, Москву, тут образуется только вопрос: Китай с американцами остаются тет-а-тет. Это уже не наше дело, нам до лампочки будет. И таким образом, после уничтожения Москвы, мы уже тет-а-тет начнем разговаривать с Китаем сами. Понимаете? Каждый регион будет договариваться там, нужны тебе тапочки привезут, нужны призики привезут, как говорится. Вот примерно вот так будет. Будем договариваться каждый регион сам. И почему я так говорю? Потому что Башкортостан на Татарстан также он будет там и с Турцией дружить, туда-сюда, но без Турана.
Туран, Муран, Кутагизгат Тагагаз нахрен. Это не надо. Мы будем действовать только по Европе. С Европой будем дружить и с Европой, так скажем, контактировать. Нам не нужны вот этот Туран-Муран. Почему? Потому что Туран, точнее, Туран говорю, Эрдоган все равно в Европе. Он тут, он тоже тут. Разницы нету, как говорится, лично с ним дружить или с Европой дружить. Понимаете? Поэтому лучше дружить с 28 странами, чем с одним уродом под именем Эрдоган, блин. Поэтому нам не нужен такой урод, так скажем, старик Хаттабыч. Поэтому мы должны полностью понимать одну вещь, что Башкортостан и Татарстанга языковый барьер, в первую очередь, самое главное. Для этого нужно Башкортостан и Татарстаннан выселить всех узкожопых оттуда полностью. Полностью нужно нам будет выселить их к чертям собачьим. Пусть они живут где хотят. Даже могут в Китай уехать. Вообще пофиг вообще. Как раз там девочки нужны там, как говорится, узкожопые. Пусть едут туда, как говорится. Китайцы любят, как говорится, блондинок. Примерно так. Поэтому я считаю, что если мы сделаем так с Москвой, то уже трамплину, как это, уже не с кем будет что-то там мутить, понимаете? Сейчас почему? Потому что вот сегодня тоже вот переписывались, я вроде бы и говорил, почему это все, в этот бардак творится, я уже в первом каком-то днем, да, в эфире говорил, еще раз давайте повторимся, что я хотел сказать? То, что трамплин сейчас наезжает на Зеленского, как я и говорил. Сегодня, как раз я хотел сегодня его вытащить с ТикТока, не могу скопировать оттуда, вытащить тяжело. Как мы выяснили недавно, что трамплин это немец, фашист, получается. Его предки были фашистами. Прикиньте теперь. А Зеля это еврей. И как получается, он же явно, как говорится, ненавидит евреев. Они же сионизм этот устроили, вот этот геноцид. Получается, этот фашист, получается Трамп фашист, снюхался с Гитлером, с Путлером, точнее, забыл этого, Путлером, короче, и получается два фашиста пытаются загнобить Зеленского. А Зеленский, по сути, для мусульман, если так, если глубоко внедряться, Яхуд, получается, враг, да? Ну, Нетаньяху, допустим, да, его, так скажем, родственники. Но, как я всегда говорю, это наши узкожопые, а это наш еврей, получается. Это наш еврей, украинский еврей, поэтому я считаю, его надо поддержать. Потому что он вроде бы там с крымскими татарами, Вась-Вась, нормально вроде бы там на ифтар ходит туда-сюда. Вот так вот. Поэтому мы должны, я считаю, что сейчас, во-первых, да, кто-то может сказать, да, ты что-то там стелишь конкретно туда-сюда, там подлизываешься или что-то в этом роде, вот, может мысли появиться. Этого ничего такого нет у меня, как говорится. Я как трамплин или там еще кто-то там просит там извиниться, такой темы мне это не надо, это с меня тяжело это сделать. Как говорится, извинения с меня, как говорится, не просите. Сугнария рамында, короче, куйып койганмын, короче говоря, Лохматова. И вот, поэтому, что я хочу сказать. Зелю сейчас почему нам, как говорится, нужно как танк использовать, потому что у нас нет независимости. Прикиньте, да? Допустим, вместо Зеленского был бы чистокровный украинец. Тогда что вы бы говорили бы? Вы говорили бы, ну, какая разница? Типа, мы как-то будем, да, против Москвы, будем топить за Украину. Одно и то же было бы, да? А тут, получается, еврей. Ну и какая фиг разница, он еврей или украинец? Тут разницы никакой же нету, не так ли? Почему? Потому что наша тема-то одна, независимость-то нам нужна. А откуда мы? У нас-то нет другого плацдарма. Так-то, по идее, да ведь? И вот поэтому нам, башкортларга, хамтотарларга, Ичкерии, Дагестану, всем нужно обязательно поддержать данный момент. Но для этого вы, вот как моя аудитория и так далее, у меня не миллионная аудитория, не миллионы, да, хотелось бы,
хотелось бы, кто-нибудь из вас, если может меня стрелкануть с кем-нибудь, выйти на огромный эфир мне надо. Поговорить по душам, вот как я с вами разговариваю, откровенно, я же, как говорится, не люблю разговора преподносить. Вот сейчас только во время Рамадана я вам пытаюсь красиво выражаться. А так, как говорится, вы же знаете, я прямолинейный, как говорится, афенде. Поэтому я считаю, что если мы сейчас пропукаем вот этот момент того, что мы, ну, так скажем, как все с Казахстана нам кричат, говорят, брать надо азатлык, азатлык, азатлык. Если мы это сейчас пропукаем, то мы конкретно уже имейте в виду, что уйдем, ну, так скажем, на второй круг. Ну, это может быть не 500 лет уже, а может 1000 лет, понимаете? 500 лет мы первый круг уже прошли, а это может образоваться на 1000 лет уже наше рабство уйти. Почему? Потому что мы сейчас, если с Европой вместе сплотившись, не уничтожим Трампа с Путиным, то это будет писец всем нам. Я вам говорю. Почему? Потому что тут как раз таки тут и читал я вроде бы, и где-то я читал, я не знаю. Сегодня же давал я вам слушать чат GPT. Как раз таки идет эта орда, которая должна вернуться, скажем, хотел сказать Башкортостан, ну это Россию должна вернуться. И эта орда, которая вернется, маньяки, это все маньяки, и, конечно, прибудут они и в Башкортостан с Татарстаном, и начнется насилие. И как можно в этом насильственном мире жить? Вдобавок к этому насилию подключится, конечно, ФСБшное насилие. Вдобавок, как говорится, наточат швабры, наделают вантусов. Очень много будет там, как говорится, засовывания, как говорится, всех вот этих инструментов кое-куда. Поэтому очень жестко начинается, понимаете? 9 яшьлек кызларны бәрәләр, насилуют всех подряд там в подъезде и так далее. На лифтах нельзя ездить спокойно, нужно нож, как говорится, иметь даже 9-летним девочкам, чтобы воткнуть маньяку куда-нибудь. Вот примерно вот так, понимаете? Если мы все это... Так, окей. Сейчас. Вот здесь какой-то шайтан вышел. В ТикТоке какой-то шайтан что-то пишет там. Не живи, сдернись. А сам с каким-то флагом немецким. Ну, явно фашист. Фашист вылез. Так, 170 киши утра. И вот в ТикТоке кишигина утра. Ну, я же говорю, ТикТок такой он. На эфиры он не тянет. Только YouTube тянет на эфиры. ТикТокта киши и то оларға рахмат инде зур. А так в ТикТоке вроде бы 10 тысяч людей. Я в тот ТикТок зашел. 10 тысяч людей, я не знаю, кто там подписан. 10 тысяч, я не могу понять. Если оттуда только 10 человек сидит. Поражаюсь. Так, очень много этих идет комментариев, которые много чирикает что-то тут. Очень много. Да, иншаллах, независимость Казахстана. Салям. Валейкум салям. Так. Сейчас. Само собой, да, Украина. Вот поэтому я и говорю, нужно Украине, само собой, нужно сейчас мощная поддержка. И вот еще давайте вот об этом теперь, насчет финансовой стороны поговорим.
как раз все же начали сейчас копать, и Лукашенко начал искать картошку, и в то же время решил еще глубоко копнуть, и, получается, ищет еще что-то, он хочет металлолом найти, короче, какой-то редкоземельный картошка с металлоломом. Я не знаю, ржавый, как говорится, кусок дерьма. И в итоге что-то он ищет, короче, на своей белорусской земле. Я не знаю, что он ищет там, непонятно. И вот, короче, что, мысль приходила мне днем еще, я не сказал, забыл, вот сейчас вспомнил. Получается, тут, получается, Зеля пытается продать, долги отдать. Тут приписался себе еще Путлер к этому. Это же украинские земли пытаются тоже пихнуть Трампу. Получается, бөтенесіне ақша ғана керек. Понимаете, ақша ғана, ақша өлгенлері. И тут в придачу еще копошится этот Лукашка, какашка со своими картошками и, я не знаю, еще чем-то. Понимаете? Вот в чем прикол тут. И вообще полный идиотизм. И над этим всей вот этой басотой наблюдает Китай. Наблюдает Китай, у которого, само собой говорят, очень много редкоземельных каких-то картошек с металлами. Вот примерно вот так. И вот я считаю, что если мы, Башкортостан, Татарстан и так далее. На всех землях же есть что-то. Само собой у нас есть. Я уж так сказал, прибедняясь. Вот, у нас все есть. И если мы его преподнесем красиво европейцам, давайте пихнем это европейцам. Каким образом? Само собой, как я один раз считал, так чуть-чуть. Каким образом? Если, допустим, придет к нам Франция, Германия и Англия, вот из 3 стран, я ту мелочь не говорю, из 28 стран, другие для меня мелочь нахрен. Вот эти вот 3 страны, если придут к нам, то мы сможем с ними заключить такие договора. Какие? Все автомобильные договора, потому что нам Жигулюшки не нужны, шестерочки уже не нужны, это металлолом ихний. КамАЗ тоже переделать надо будет, само собой. Потом какие-нибудь английские машины, французские машины и немецкие машины, чтобы они между собой конкурировали, потому что у нас ценовая политика должна быть тоже интересной. И самое интересное тут, все металлоломы, все у нас есть, не надо откуда-то везти его. И какие-то шпичные коробочки алюминиевые, как китайцы строят свое дерьмо, и, как говорится, нам не нужно. Нам нужны конкретные такие тачки, которым мы реально... Короче, память забилась уже. Поэтому нам нужны такие, так скажем, машины хорошие, да, так скажем. И вот переделать КамАЗ-завод под нормальные там DAF, МАФ, вот такие машины. Наверное, это, конечно, американские, я не знаю. Мэны вот эти все. А авиационные наши предприятия всякие в Уфе переделать, как говорится, под авиационную тему. Так скажем, под авиационную тему. А эта авиация, как мы недавно услышали, есть у французов. Можно будет как-то с ними договориться и создавать какие-нибудь там, хотя бы пока для начала запчасти какие-то для авиации, да, ведь у нас делается вроде бы. Ну, создать в идеале, Башкортостан или Татарстан, да, у каждого, не того, что у одного есть, у другого нету, у каждого авиационные заводы, где можно будет строить авиацию самим. Само собой, стройку, корабли вот это тоже надо делать, потому что нам нужно будет выходить на океаны, на море и так далее. И само собой, еще раз к этому добавлю, напоминаю, что Пермь, Коми, Ненецию, все это забираем. Все будет это Башкортостаном, с Татарстаном вместе. Все это все наше будет. Поэтому я считаю, что так. Пишут всякие. Поэтому бізге мына шул әйберләрне бөтенесен эшләргә кирәк. Но для этого нужно нам собрать минимум 50-тысячную армию.
которые даже Европа говорит 30 тысяч только у них, если нашкребут, или как 30 выйдет. Ну, у англичан, говорят, 75, говорят, есть. Ну, и у Эрдогана вроде бы 1070, наверное, выйдет тоже. У Эрдогана есть что, крайняк, да ведь? Но, тут самый парадокс, блин. Никто не хочет двигаться еще. Почему? Потому что умирать-то не хотят. За украинцев умирать-то не хотят. Поэтому, как в других стримах постоянно я повторялся, я вам еще раз повторюсь. Умирать только будут те, кому нужна независимость. Башкортостану, Татарстану нужна независимость. Значит, это в наших интересах. Это не интерес Англии, это не интерес Норвегии, подавно этого Эрдогана сраного. Понимаете, вот в чем прикол. Поэтому сраный Эрдоган со своими туркожопами нам не нужны. Нам нужна своя армия. Башкорт белән татарны армиясы булырга тиеш. Үзебезнеке, который бөтенесен күтенә будет толкать, как говорится. Понимаете? Вот примерно так. Только тогда, когда мы, как говорится, до глотки засунем швабру узкожопым, мы только тогда сможем жить спокойно. И Европа будет, как говорится, спокойно в своем гей-параде жить. Это, как говорится, не наше дело. И мы будем спокойно жить. Теперь одна тема. Один день тоже она выходила. У меня же стримы не идут. У Роза туда-сюда. Вспоминал одну тему. Она мысль появилась от какого-то момента, она появилась, и не помню от чего. Не знаю, то ли новости слушал, появилось, то ли что. Короче, смотрите, прикол тут. Вспомнил, от кого, от чего она появилась. Короче, мне кто-то писал, очень много пишут вот такие мусульмане, которые говорят, французы же, Макрон же против, говорит, мусульман. Теперь смотрите, порассуждаем насчет этой темы. Вот возьмем просто примеров очень много. Кавказ, Кыргызстан. Вот по наслушке вот иногда что-то выскакивает в Кыргызстане даже. Какие-то фигнюшки. Ну, сейчас поймете, от чего это я, к чему это. Вот прикиньте, всем где-то что-то не нравится. И тут получается, когда мусульмане возмущаются, что французы не хотят, чтобы в хиджабе ходили здесь, или там маски-шоу ходили и так далее. Женщины в школах нельзя хиджабы, туда-сюда. Понимаете, вот этот бардак выходит, да ведь? Теперь прикиньте. Кавказ просто возьмем. Когда-то еще давно я видел один прикол. Пацаны какие-то приехали узкожопые на Кавказ, и к ним приезжает какой-то чеченец, или в Чечне это было, я не знаю, и говорит, типа, что ты в шортах, оденься, укройся, спрячься, типа ты на Кавказе, уходи, вот так, короче, ну их акцентом, да, вот этим, и прогнал этих узкожопых. Окей, договорились. Теперь, обратка. В Москве все Фантомас ходят. Во Франции Фантомас ходит. Почему? Почему европейцы должны молчать, а у нас должны говорить? Что-то дисбаланс. Вам не кажется? Это все. Вот я во время Рамадана это вам говорю. Теперь я к чему это склоняю? Другим странам мне до лампочки. Что хотите голые ходите, хотите в мешках ходите, мне до лампочки. Вообще по сути. Теперь, почему я эту тему затрагиваю? Мне это в голову пришло, вот мне почти 40 лет, мне это в голову пришло. Давление вот таким образом, допустим, и обижаться, огорчаться насчет этого, когда там в Германии можно, а во Франции нельзя, это личная страна. Это есть страна. У каждого есть своя страна. И да, я тоже могу там 100% сказать, я же тоже мусульманин, я против. Почему моя дочь, допустим, должна без хиджаба ходить, допустим? Допустим, да? Ну, это Франция. А там Чечня. Это Москва. Это Башкортостан. Теперь, смотрите, чтобы вам понятно было, к чему я склоняюсь. У нас нет независимости Башкортостана, Ичкерии, Дагестана и Татарстана.
Это 4 наши региона мусульманские. Узкожопые пришли и нам строят какие-то козни. И строят, как нам жить. Как быть башкиртом, как говорить, на русском говорить. Говори на русском. Узкоглазый, узкожопый. А? Ходи без хиджаба, в трусах ходи, голый ходи. Сами имеют, как говорится, в церквях детей 9-летних. Теперь прикол. Когда будет независимость наших регионов, там будет только преобладать ислам. Когда кто-то из Франции, с Европы или кто-то, какая-то мразь припрется и скажет нам, что как ходить нам, вот так будут ходить фантомасом или вообще закроются в мешках будут ходить, это наше дело. Без мусульман телесе ничек yürüyemez. Беркемне икмеске кирек. Икмеске киш. Надеюсь, я понятно сказал. Икмәкне алдына сы куйсагыз аңлыйсыз инде. Икмәскә тиеш беркемне дә. Вот это когда икмәсә беркемне дә икмәсә. Это и есть, как этот один товарищ мой любит говорить, толерантность. Толерантный булырга кирәк, понимаете? Толерантность, вот это и есть. Получается, Башкортостан, Чечня, Дагестанда, Татарстанга никто не лезет, как мы ходим. Хотим, в мешках будем ходить, пусть никого не волнует. А вот когда во Францию, допустим, мы приедем, или там кто-то приедет во Францию, мусульмане, и им что-то не понравится, что и тебе нельзя в мешках ходить, или там можно только в гондонах ходить, в штопанных, или что-то в этом роде, то ты должен как-то совпадать. Это как тот намек. Почему же ты не в пиджаке, а в мешке пришел? Зеленскому этот пиндос сказал. Вот типа из той категории. Понимаете, я к чему? Поэтому, когда у нас будет независимость Башкортостана с Татарстаном, это наше дело. И вот когда тогда мы будем приходить, я, допустим, буду ходить в спортивке, допустим, да, я приду куда-нибудь в Америку и буду в спортивке сидеть перед трамплином, допустим, да, допустим, его не должно икмеске, понимаете, его не должно ибо, понимаете, вот это, вот примерно такая фигня. Так что, как говорится, если трамплин придет на голове с гондоном, проблемы нет, это его дело. Это его дело. Понимаете, вот это и есть субординация, независимость и толерантность, если уж на то пойдет. И вот когда уже у нас приобретется независимость, туганлар, вот только тогда мы сможем диктовать всем, как быть и как нам быть. Это особенно касается узкожопым. Я к чему это так издалека я вам привел этот пример? Почему? Потому что все мусульмане постоянно ноют. Мне там что-то обидели, меня тут обидели. Да ты перед тем, как ты обижаешься, создай свою республику для начала. Встань передо мной, вот рядом со мной скажи. Давай, брат, бірге Мәскәүне барып игеп киләбез. Скажи, дуңкайтырабыз. Коя, бірсігіз шықмай бет. Башығызға противогаз кигәнсіз, утрасаң да. Дышите там что-то, курите непонятно что. Постоянно мне говорите, куришь. Я не курю, альхамдулилля, я ничего не делаю. Вон, жду, как говорится, время сухура, с вами болтаю. Вот и все, понимаете? Здоровый образ жизни веду, как говорится. Поэтому, туганлар, вот примерно эта тема. Если мы сейчас не образуем свою независимость, мы не сможем диктовать никому ничего. Поймите эту вещь, поймите. А эти продиктовки, которые происходят в России, то это мелочь. Это мелочь того, что какой-то там, вот сегодня тоже загружал один видос, я вам прокомментирую, наехал на какого-то таксиста, ну это пусть давнешний видос, это я в Инстаграме увидел, наехал какой-то черт с Кавказа, как говорится, на таксиста кыргыза и дал шапалак ему. Это что, культура что ли? Это что, культура что ли? Я не могу понять. Ты с Кавказа, допустим, давай встань с колен и иди дай шапалак этим москалям.
узкожопым, дай шапалак. Стань ряд ичкерийцев. Стань к ним рядом и идите бздить, как говорится, узкожопых. В чем проблема? Почему украинцы это могут, крестоносцы могут это делать, а вы малайлар, а? Вы рабы, вы сасандро, а? Почему вы сосете, а? С Кадыровыми там, с Дагестаном, почему вы сасандро, а? Почему Башкортостан с Татарстаном сасандро, а? Почему так? Почему вы только даете шапалагам, узбекам, кыргызам, таджикам? В чем проблема ваша, а? А? Жопа джим-джим или как у вас там, а? Шапалак слово понимает же, дагестанец понимает, чечен шапалак слово понимаете, да? Или у вас очко джим-джим делает, а? Я не могу понять вас, а? Очкисты сраные, сраные очкисты нахуй. Сугынып жибердим аузына сигим. Понимаете? Поэтому, когда у вас очко вот такое, против узкожопых не можете идти, не надо петушиться. Петушатник не надо устраивать. Вот один узбек сказал, что петухи на войну ушли, а курицы остались. Как говорится, наш узбек, мой земляк, который в Москве, как его звали-то, забыл. Вот этот. Усман Баратова засунули на 4 года за то, что петухи на войне, а курицы дома. Никто не топчет их. Примерно такая тема была. Вот за это засунули. Ну, где вы тогда все, петухи сраные? На войне? На войне вас обоссывают? На войне, да? Мы будем читать еще, мы тут накидали всякого дерьма. Почитаем, послушаем, посмотрите там, как там ноют, плачут все, а? Все на костылях, колясках едут, на колясках инвалидных едут на войну, на костылях бегут от дронов. О, где петухи-то? Петухи, вот петухи, которые не могут против Москвы пойти. Вот вы все петухи, и Кавказ, и Дагестан, и Чечня, все петухи вы. Татар, башкир, бурят, все вы петухи. Вы мне ничего не можете предъявить. Хоть меня... Вот сюда приедьте толпой с Чечни, с Дагестана, с Башкортостана, с Татарстана. Вы ничего мне не сможете предъявить. Кроме шапалака вы ничего не сможете мне предъявить. Ничего. Потому что вы петухи. Вы петухи, которые держите этот в своем петушатнике, еще уразу умудряются держать. Говорит, что вы мусульмане. Да вы петухи. Такие петухи во время Мухаммада Пайгамбарымыз были тоже. И Мухаммад Пайгамбарымыз, он говорил им, отсидевшие дома, сидите дома. Вы дома сидите, поймите. Вы только любите петушатничать, ездить в Украину, убивать невинных людей, бабушек и дедушек. Петушня, а? Гребаная. Вы не можете чпокнуть Путлера, или там Трампа, или еще кого-нибудь, уродов всяких, того же, как говорится, чпокнуть Кадырова, а? Петухи. В чем проблема, а? В чем проблема ваша, что почему вы не можете это делать, а? И у вас джим-джим, или не стоит, или стояка нет у вас, или что у вас там, а? Кукай бар мısın? Кукай içinde сперма бар мısın? А? Куттак башлар. Поэтому я считаю, что вот это шапалаки, кыргызов, узбеков, таджиков, которые в России происходит, да ведь, это не порядок, это не ислам. Это не ислам. Поэтому я к чему это? Призываю всех азиатов, которые вот так получают, вот там сфотографировано номер, все вот это номер, да, все видно, машина, все. Находите их в Москве, везде, находите по машинам, по координатам и сжигайте ихние машины. Сжигайте ихние машины. Чечен буламы, Дагестан буламы. Күтіне сігегіз білетлеріне. Бүтінісіне. Все они такие же, аяк қолы бар такие же, петухи такие же. Никакой разницы нету. А может они еще курицы добавок. Понимаете? Вот. Поэтому узбек, кыргыз, таджика я вам призываю. Бүтінісіне күтіне сігерге шуларына. Нәрсеге, потому что они превосходят нас. Они пытаются превзойти нас. Чечен, Дагестан такой же чмо, как и мы. Такое же. Такие же вы. Ничем не больше, не меньше. Мрази. Такие же, которые сосут у Путина. Ублюдки.
И никогда нахрен вот такие вещи не делайте, блин. Я просто, вроде у меня был в телефоне, я удалил, но вы видели, наверное, в ТикТоке, я грузил эту тему, там тысячи, в Инстаграме есть, кстати, у меня. В Инстаграме 2-3 тысячи уже просмотров его проходит, понимаете? Я всего лишь написал, кто эта нация, по акценту, определите, я написал. Ну, я-то знаю, что за нации там. Между чеченцем и дагестанцем там далеко не уйдешь. Вот это акцент, этот акцент. Явно этот акцент. Волосатая такая рука, понятно уж это явно, или, как говорится, дагестанец, больше идет на дагестанца акцент. Понимаете, там он на джипе, а тут таксист с клиентом. Он же не может с клиентом идти выходить на трассе и воевать. Казаки там. Ненавижу несправедливость, ненавижу, блин. Ненавижу. Хайваны тупорылые. Так. Так, ладно, идем дальше. От темы отошел. Просто когда вас вспоминаю, блин, сега. Так, ВВП США за первый квартал составил 2,8%, что является самым плохим показателем со времен COVID. Дональд, дави на гашетку, не останавливаясь. Само собой. Получается, нищебродство и в Америке, и нищебродство в России тоже будет, это жестко будет, мне кажется. Почему? Потому что мама украинка, папа башкир. О, машаллах. А при чем тут нация, сам хайван? При чем тут нация? А при том, тут вот комментарий написали, а при чем, я вам сейчас обосную. Причем нация, это мое любимое, это моя любимая, по жизни любимая вещь это. Высокомерие. Когда я пришел в ислам, альхамдулилля, я пришел в ислам, да, мен сүгінем, шондай минусларым бар менің. Это, как говорится, я не скрываю. Я не лицемер, главное. Ну, not мунафик. Поэтому я обосновываю насчет нации. Я до хрена всяких наций видел. До хрена. Вон за мной сосед сейчас Бангладеш. И до хрена наций увидел. Гумрымда. Я пытаюсь различить по нациям и обосновываю это конкретно. Кибер слово, высокомерие, такабрлык у чеченцев, у дагестанцев зашкаливает. Они нас думают, чурки, что ли мы? А? Башкир, татар, казах, узбек, кыргыз, таджик, это мы чурки, что ли, для них? А? Обосновывайте меня, обосновывайте вот. Поэтому, когда зашкаливает высокомерие у ублюдков, да, причем тут нации, вы начинаете говорить, именно у этих наций зашкаливает. Даже узкожопые здесь тихо в сторонке курят, отдыхают. Даже узкожопые не до такой степени мрази, как эти вот, получается, Кавказ. Когда они начинают поднимать руки на наших и так далее. Они забыли, наверное, что свою депортацию они попали в Казахстан и так далее. По всему Азии рассыпались они. Они забыли, наверное, это. Такие же узкожопые, они забыли, наверное, как они в вагонах там умирали. А? Как это можно потом после этого говорить, что ты ублюдок, поднимаешь на кыргыза, на таджика, на узбека руки. А? В чем проблема твоя? А? В чем твоя проблема, ублюдок? Твое высокомерие, засунь свою жопу или в пизду, откуда ты вышел, засунь туда, ублюдок. Понимаешь? Поэтому не нужно тут вот так дисбаланс делать. Дисбаланс делаете вы, твари. Я же с вами постоянно пиздился в армии, ублюдки ебаные. А? Сүгінместен болмаймын да. Вы, особенно с лезгинами. Вот с лезгинами я общий язык не мог найти в армии. Мрази те еще. Паскуды сраные. Которые возомнили себя белыми галстуками. Чмырье, которые биттаурсен шапалак бля амнииды. Туталар. Поэтому я считаю, что в нациях тоже есть дело. Не надо тут говорить, что всю нацию не надо говорить. Укроти свою нацию, мразь.
Если она такая выежистая, высокомерная, укроти, мразь, свою нацию. Кәлленге кутағым. Так. Зеля дал Трампу и Веннику лещей. Ну, я такой видос закидывал. Шо скоро на заработки в Московию? Кто-то пишет комментарий. Так леща дали Зеленскому же и сказали, что без нас вы никто и звать вас никак. Идите и подумайте над своим поведением. Ну, это какой-то узкожопый Денис пишет в комментарии. Ну, конечно, я его заблокировал, такие мрази не нужны нам. Что я хочу сказать вот таким мразям, которые сейчас пытаются как бы издевнуться над Украиной и так далее, и так далее. Поймите одну вещь. 3 года украинцы вас, как говорится, в сухую имеют с шваброй. Сухую, понимаете? Дешевыми дронами они вас мочат, а вы свои жизни отдаете. Придурки. Вы же придурки конкретные, блин. Как Галустян в своем говорил же, придурки, блин. Вот типа того. Вы же придурки, которые думаете, что вы, как говорится, самые умные, что ли. Вы, которые на мясо отправили там, я не знаю, уже колбасный цех отдыхает уже, наверное. Он офигел, наверное, перерабатывать это мясо. Допустим, столько вы скотины, если отправили бы. Вы столько скотины и отправили. Там они, каждый день вон, видосики отправляют мне, видим, свиньи кушают. Да там скоро уже не то, что свиньи, а будут такие огромные свиньи там центнерами, которые упитанные будут мясом вот этих людей. Этот улица кошмара Вязова отдыхает здесь. И потом еще борода какой-то. Что финансирование урезали нацисты на завод Мля Арбайтен? Тоже не понял ни хера. Окей, идем дальше. Сори. Ну, тут еще вот такая тема была новая. 8 часов 20 минут. Уже сегодня США и Украина готовятся подписать договор о добыче полезных ископаемых со ссылкой на источник. Так. Ага, вот здесь давайте послушаем минуту, о чем говорит, потом я прочитаю. Операция по вывозу обогащенного урана из Казахстана. Казахи, они вообще не знали о существовании этого всего. Это же все управлялось из Москвы, из центра. Все эти базы, все эти тайные места хранения, понимаете, я уж не говорю про лаборатории бактериологического оружия на Балхаше, я уже не говорю о каких-то еще. Они же не знали, они не знали республики. Это было, как говорится, не ума дело вот этих самых республиканских лидеров. И вдруг они стали суверенными, они провозгласили независимость, все это и упало на них. И американцы к ним приезжают, говорят, вы знаете, у вас там то-то. Они говорят, да вы что, мы вообще ничего об этом не знаем. Ну вот посмотрите, мы вам покажем. И понимаете, американцы фактически сыграли очень важную роль в стабилизации этого вопроса. Они позаботились за нас, я считаю, за нас, всех, о том, что наше советское ядерное оружие, в общем-то, все время оказалось под присмотром, под надежной охраной, и это тоже многого стоит. Поэтому за этот маленький эпизод, то есть, безусловно, американцы действовали в своих интересах, безусловно, но я считаю и в интересах человечества тоже. Давайте сейчас прочитаем. Ни хера не понял. Если кто что понял, напишите. В 1994-м американцы в режиме спецоперации вывезли из Казахстана в пользу России советские материалы для производства ядерных бомб. Алматы получили 27 миллионов. Профзубок спец по холодной войне и развалу СССР, о том, как это произошло. А по ТВ нам все время рассказывали, что США враги и хотят уничтожить Россию. А теперь и Трамп наш. Вот такая вот фигня. Получается, американцы тихо, мирно работают, короче, узкожопами. А я всегда такую фигню понимал, вроде бы, блин. Но я пытался не верить этому. Это из той варианта, что везде яхуды, и они рулят. Нифига. Здесь, получается, на верхушке они, само собой, алло, переписываются между собой, как говорится, ночью. Как говорится, ой, как говорится, путиносос. Ой, привет, трамплинчик.
Вот примерно вот такая у них, блин, любовь, морковь, короче, и вот они действуют, короче, мне кажется, вот даже до Байдена. До Байдена они эту тему мутили. Поэтому это и все баллотировался, это трамплин. Почему вместо Байдена никого нету? Кроме Байдена. Только есть Байден и трамплин. Ничего не было. Это Харрис, это фигня, это просто подставной момент. Вообще третьего почему не было при выборе вот третий контингент, вот, допустим, из Китая, допустим, кто-нибудь, да? Почему третьего не было, кто баллотировался бы? А именно был только противовес Трамплин и Байден. Все. Понимаете, вот это и есть уже какая-то внутренняя разработка, которую нам далеко это не понять, как говорится. Это как из той конспирологии масонов из этой категории, короче, мне кажется. Ну, как говорится, нам не понять. Поэтому, чтобы этого и не нужно понимать, нам нужно просто Башкортостана, Татарстанга раздолбать Москву и все, взять свои территории спокойно, там начинать жить, строить, как говорится. Вот примерно это, понимаете? Минда койтарым рахатлана, пауза натащим. Так. Трампу не понравилось, что премьер Канады Трюдо ввел пошлины в ответ на его пошлины, поэтому Трамп уже готовит новые пошлины. Вот это слово прям пошлина, пошлина, такая пошлина. Вот это слово даже какое-то не такое, понимаете? Пошлины. Кого-то послать прям хочется. Ну вот они друг другу посылают и пытаются что-то сделать. Полезный слив, Батыр Талпар пишет, полезный слив в списке тех, кого армия РФ официально считает дезертирами и самовольно оставивших часть. Значительное число из списка уже давным-давно погибло. Не исключено, что в результате обнуления своим же командованием. Ну, здесь какая-то, короче, я не знаю, смысл есть заходить туда, нет? Короче, там надо военнослужащие, ВС, там до хрена, короче, PDF форматы, Excel, короче, имена, короче. Получается, ну вы поняли, о чем тут речь. Проект «Хочу жить». Тут, получается, опубликовал список 36 тысяч военнослужащих ВС РФ, которые командиры подавали в Сочи, либо как дезертиров. Поскольку журналисты и родственники военнослужащих ВС РФ просили более удобный формат, мы публикуем полный список в формате. Excel. Короче говоря, примерно мы понимаем здесь списки военнослужащих, в отношении которых были возбуждены уголовные дела по статье 337-338 Сочи, короче, самовольное оставление части, дезертирство, тудым-сюдым. И вот шунда 36 мың киши болган. 36 мың киши, вот прикиньте, их уже нету. Вот добавьте к тому трамплинскому миллиону, значит 1 036 000. Примерно, ну, мы говорим, 800 тысяч Трамплин говорил вначале, потом 700 сказал, потом что-то уже не говорит даже числа. Короче, много-много говорит, очень много. И вот прикиньте, 36 тысяч, просто их нету. Просто их нету. А недавно, сегодня тоже об этом говорил, что 36 или 38 тысяч с Татарстана ушло на войну. 38. И я сказал еще, умножьте его на 3. Вот и думайте после этого, что Башкортостан и Татарстандан минимум ушло 100 тысяч. А вы говорите, 4 тысячи умерло. Какой 4 тысячи умерло, если тут 36 или 38, сколько только, 38 тысяч с Татарстана только ушло. И вы говорите, из 38 тысяч только 2 тысячи умерло. Вы что, вообще что ли? Кемно алдарға ойлайсыз? Шунарға туғанлар. Я считаю, что Татарстан и Башкортостандан минимум по полтиннику ушло, минимум это. А так можно по 100 вписывать туда. 100 мың икисіне. Ну, фиг с ним, 100 мың айтам. 100 мың кіші кеткен, о 100 мыңны қайтып келуі жоқ әлі. Онардан өлгені, шул 4 мың, ол табылғаны. Табылғаны 4 мың, а табылмағаны. Вы что думаете, из этого 38 тысяч, что вы хотите сказать, только 2000 умерло? Что, остальные 800 тысяч другие узкие умерли, хотите сказать, что ли? Да там узких толком и не было. Там и только вот эти всякие крещенные чуваши, марийцы, эрземокши, вот эти Мар-2, Пар-2, вот это.
Так, окей. Читал, не читал. Вот это не читал. В ГУР сформировали подразделение из коренных народов России. В состав Международного легиона ГУР вошло подразделение «Номад», укомплектованное представителем коренного народа России. Об этом сообщила пресс-служба разведывательного ведомства. Основанная в декабре прошлого года инициатива «Номад» призвана объединить коренные народы РФ в борьбе за права и свободы. Сформировала собственное боевое подразделение, которое 3 марта вошло в состав Международного легиона под управлением Главного управления разведки. На стороне Украины уже воюет рота Башкирт и Сибирский батальон. Подразделение создано теми, кто готов бороться за свою свободу с оружием в руках. Сейчас к ним добавилось еще одно подразделение, представители коренных народов РФ «Номад». Как видно из названия, его скелет составляет потомки великих кочевников. Уже сейчас в «Номаде» есть калмыки, татары, буряты, башкиры, якуты, однако дверь открыта для всех национальных меньшинств нынешней России, для всех, кто хочет положить конец путинской тюрьме народов, рассказывает организация. На официальных страницах инициативы сообщается о формировании подразделений калмыков, татар и якутов, которые комплектуются как из добровольцев, так и военнопленных из России, которые выразили желание присоединиться к подразделению. Услышали, для военнопленные. Мен sizga сколько говорю в течение года военнопленныйларni Boshqirdiston bilan Tataristondan jibarmag'is ortqa dedim. Men 100 marta aytdim sizga. Shularni shunda mahkam tutib, bizda kirgayik shunda, bizda kirib birga ketirga tegishlik. Siz мысsigasiz. В конце февраля представители «Номад» подписали меморандум о сотрудничестве с украинским проектом «Хочу жить», благодаря которому была получена возможность взаимодействия и вербовки представителей коренных народов из состава ВС РФ, находящихся в Кургане в плену. Проект имеет уникальные возможности для проведения спецопераций по выводу людей на территорию Украины не только через линию фронта и российско-украинскую границу, но и из третьих стран, отметили лидеры инициативы. Инициатива «Номад» ведет активную рекрутинговую кампанию, принять участие в которой можно, перейдя в специальную форму посылки. В августе прошлого года президент Украины заявил, что иностранные добровольцы из состава сил обороны Украины и члены их семей теперь могут получить гражданство Украины. Каждый воин, который защищает украинское государство, защищает наших людей, защищать нашу независимость, заслуживает признания и максимальной поддержки. Это касается, в частности, тех наших воинов, украинских легионеров, которые сейчас имеют гражданство других государств, но пока не Украина. И они имеют право быть нашими гражданами Украины. Также это справедливо распространять и на их родных, на родных наших героев, сказал президент. Но я вам говорю одну вещь, что Башкирт bilan татарларны ротасын mana biz qura turgan bo'lsak, biz только отдельно o'zimizgina quramiz uni. Nomad bo'lami, eshak bo'lami, onda tishak bo'lami, onda bizga poh. Короче, нам не надо это. Bizga только mana biz o'zimiz mana ko'rib yig'ilgangina kishilar kerak. Onda atak-sakat, yakut, kalmik bizga bo'g'ma kerak ular bizga. Ular kerakmi? Ular mana весь сброд, который собирается, пусть собираются. Нам они не нужны. Нам нужно только Boshqirdiston bilan Tataristondan chiqqan boshqirt bilan tatarlarni gina yerga. Только shular gina bizda bo'lirga tegish. Bizga kerakmi atak-satak, который мы не, как говорится, tanımaymiz, вообще ularni bilmaymiz. Ularni само собой biz bilmaymiz. Но bizga kerak o'zibiznikigina. O'zibizniki. Вот и все. Только bizning sila 50 ming kishi bo'lirga tegish minimum. 50 ming. Biz o'zimiz yerga tegishmiz 50 ming. Mana shuni потом нужно вооружать, амунирование и olga. Вот примерно шундай хал bo'lirga tegish, понимаете? А не то, что там atak-satak jiyilgan butun dunyodan цыганский табор. Нам не нужно. Почему? Потому что ularda не будет именно противостояния sening Boshqirdiston bilan Tataristoningga. Har bir kishi o'zini jeri uchun kurashi. Значит, ular тоже должны будут расформироваться на свои ячейки. Chechenlarniki o'ziniki, Dagestan o'ziniki, Boshqirt bilan Tatarniki birga, o'zibizniki. Mana shulay bo'lirga tegish, понимаете? Почему? Потому что biz o'zibizni regionga boshqa kiraga tegishmiz. Turma-turi Moskvaga biz chopmaymiz. Turma-turi Moskvaga chopirga может украинlar. Украинlarni долбит Москва уже 3 года. Поэтому ихняя задача идти на Москву, по идее. А наша задача освобождать свои регионы, а потом уже зигзагом идти на Москву. Понимаете, смысл какой? Но до этого я еще предлагать в последнее время начал, давайте освободим Крым. Полностью освобождаем Крым, потому что он, да, Крым татарлары, олар үшін мы можем освободить Крым.
крымских татар. Чисто из-за того, что мы татары. Поэтому мы можем их освободить. По идее, их должен освобождать Эрдоган. А у их язык схожий, снюханные они. Вот это, как историю я вам читал, Гиреем, когда они нас подставили, башкортларна, Алдар-Батыра, этот Туркоеб и этот Гиреи, они сказали, мы снюханные, мы сосем у Москвы, поэтому мы не можем помочь. Ты-ды-ды-ды. Поэтому, по идее, крымским татарам пусть турки помогают, нахрен, они нам по сути не нужны. Но нам нужен плацдарм. Из-за того, что мы должны пройти туда, в Россию, нам нужен плацдарм. Для этого только эта земля нужна будет нам. Вот и все. Мы же не можем пробивную идти через вот этот украинский бардак, который уже русня раздолбала. Через это поле же не можем пройти, этот, перекати поле. Мы же не можем туда просочиться, как говорится. Мы же не многоразовые, одноразовые же мы все. Один раз чпокнут и все. Поэтому только через Крым можно будет пройти. Или уж, если мы все соберемся там, идти прямо на Москву. И все. Самый короткий путь в Москву раздолбать. Вот 500 км, короче, говорится. Воронеж, хер догонишь. Вот до Тудова и все. Больше не надо даже зигзагом идти. Прямо Москву чпокнуть, а потом уже с победой возвращаться в Башкортостан, Татарстанга. Но в этот момент, конечно, там все разбегутся, Хабировы, Минихановы. Вот их потом по горячим следам будем искать по всему миру. И, как говорится, кутлярно барабас. Их все равно найти надо. Как еще этого, урод. 17 миллионов нашли у одного какого-то Азамата Абдрахманова. Вспомнил фамилию. Азамата Абдрахманова, какой-то правая рука Хабирова, 17 миллионов нашли. Рахат дунья. Крысы. Так, вот, надо копать, Лукашенко, говорит, поручил найти редкоземельные металлы. Ой-ой-ой, в Беларуси. Ужас, ужас. Бәрәңгегенә булмый диде ул. Бәрәңгегенә җитмей диде ул. Надо шокыр хозырга диде. Отдавая поручение, Лукашенко выразил надежду, может, у нас не меньше, чем у других. Ну да, кроме картошки, может, у вас еще и металлолом найдется. Копайте, да, кроты. Человека с картами на руках, в случае чего, наверное, не откажут. Пипец. Идет беспощадное обнуление личного состава. Узкожопые, вы тут, нет? Вот сейчас мы вам подсчитаем ваши кровавые мясорубки, уроды. Военнослужащие 85-й отдельной мотострелковой бригады, мотострелок, как вспомню, я же тоже мотострелок, ВЧ-78064 жалуются на командование, которое отправляет их на самоубийственные боевые задачи. Кроме того, из-за командира бригады полковника Юдакова и начальника штаба полковника Бровкина бойцы не получают медпомощи и выплат. Командование не дает раненым пройти ВВК и отправляет всех подряд на передовую. Давайте послушаем. В отношении солдат ущемлены все их права, все, включая от медицинских показаний до вплоть до самих выплат. На данный момент нас отправляют на невозможные задачи, именно в плане военной стратегической части идет открытое поле в расстоянии километра, идет возвышенность, стоят пулеметные расчеты. При этом мы не будем сильно углубляться в оружие. При этом не дает никакой защиты от беспилотных расчетов противника. Владимир Владимирович, мы обращаемся с просьбой увидеть это видео и предпринять что-нибудь. Здесь каждый стоящий уже находил штурмовал. Выполнял задачи, при этом нету ни у кого здесь. Короче, понятно. Идем дальше. Уроженец Стерлитамака рассказал о своем печальном опыте участия в движухе. В армию загнали угрозами, что посадят. Вместо 200 тысяч получил только 6 тысяч рублей. Офигеть. Стерлитамак. Послушаем. Зуев Михаил Сергеевич. 07.01.1995. 74-я бригада. 3-я рота. 1-й батальон. Срок был условный. Выбор. Либо чтобы срока не было, либо вот на войну. Светило года 3, может 4. Так вот. Про потери, то, что громезно, я не знал. То, что так, как сейчас на самом деле происходит, я тоже не знал. Я представлял больше, как эта война друг друга никто не убивает, а как она вот эти вот летают там коптеры, не коптеры. Она как-то политически там вот словами, она вот такая, как холодная война, мне представлялось все. Ну вот 20 декабря мы пошли, получается, и 21 в плен попал.
Ну, по посадке идешь, много там и украинских убитых валяется, и русских убитых валяется, очень много. Вот. Куда-нибудь посмотри, много, где части тела, где ноги, где руки валяются, где головы там, кто-то где-то скелеты уже. Вот. И так, ну, все посадки почти вот как шли. В взводе вот мы поехали, было 14 человек. Мы шли, вот, получается, и начался вот обстрел, то есть и минометы начали работать, и квадрокоптеры, сбросники всякие, они там... А чё он там криво сидит? камикадзе. Раненый когда тоже, вот наверное. это, Чё у него летели шея птички, кривая? вот эти так называемые камикадзе, я хотел пострелять в них. Я начал перезаряжать, он заклинил его, во-первых, потом я его почистил, все это сделал как бы. И он все равно не стрелял. Я его постучал 2 раза прикладом там от дерева. И там даже не было спускового курка у него, оказалось. Вот я его выкинул, чтобы у меня лишнего груза не было. И просто побежал дальше. Ну, командир их, не знаю, то, что, может, услуживаются они или что, потому что всех куда-то... Идите, идите, вперед, 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 а там все убивают, убивают, убивают и убивают просто. Убивает. Командиры, мне кажется, не заслуживают то, что они командиры там. А типа еще народ придет, еще, как бы там, как сказать, тысячи больше, тысячи меньше, там разницы нету там вообще. А каковы, по твоему личному мнению, причины нападения России на Украину? Ну, чтобы, наверное, поругались все, там, как бы вот это деньги, территории. Вот. Деньги, да, территория. Здесь вроде как бы за страну, а там в стране у нас там не за страну, что ли, там вот все правится, там ни зарплаты, ничего нет толком. Видите? Это не только я говорю. Башкортостан, То, что сейчас Стартамак. деньги дают, вот. Ну, когда подписываешь контракт, деньги дают. А вот когда вот сейчас То вернутся как эти бы деньги маньяки, не дали, там 6 тысяч дали, вот зарплату обещали там 200 тысяч с лишним, а 6 тысяч на самом деле. поняли, да? 200 тысяч обещали, дали 6. А вы помните, давайте чуть-чуть откатимся назад, бір башқұрт құлын, который потерял, Ушалыдан. Башқұрт, татармен енді, башқұрт шекелек. Правую руку, который потерял. А приехал на стройку, на Донбасс, куда-то, на стройку. А потом мне, говорит, дали оружие в руки. Ну, автомат дали в руки. И что он говорил? Зарплата 30 тысяч. Находил, говорит, нормально жил туда-сюда. А что приперся? Ну, сказали на стройку на Донбасс что-то там штукатурить или что-то такое, да, он говорил. Сказали, там получишь. Приехал и что? Нифига. Без руки, без этого остался. Все, едет домой. Ну, еще плюс в плен попал. Все. Вот такая вот тема. Буда кышайып отырайын, у них кышайып отырамын былай. Буда, значит, точно что нәрсеге ләккән кышайып отырғаш, не зря былай утыра бит инде. Кайдадыр или почка, или куда-то что-то пробито у него. Не просто так сидит он, криво так. Вот и думайте поэтому. Башкорт, блин, татарлар, вы зачем претесь вообще умирать, я не могу понять. Ладно, вы молодые, ладно, претесь, но сізні бит атағыз, анағыз бар, ташбаш, что ли, сіз, а? Кетіп барасыз үлерге, а? Вот мы вам пытаемся вот объяснить, вот я, допустим, в течение года вам пытаюсь донести, что бу улем вообще не ваш. Это не ваши компетенции бу улем. Но вы сами идете к этому. Вот бу айтып тұра, что посадка, скелеты уже лежат, говорит. Само собой, свиньи сожрали уже давно. Скелет, ладно, не сожрали еще, оставили, как говорится. А так свиньи-то и вроде и кости могут сожрать. Все жрут. Поэтому, как говорится, из-за 6 тысяч рублей со Стартамака и в плен попал. И плюс еще это позор на всю жизнь, что ты сходил, попал в плен, и потом тебя вот так везде будут смотреть, если мы это уже видим. Это весь мир будет видеть это. Что ты из Стартамака қайтадан енді бұл, урыстар енді бұл. Зуев Михаил. Ну, чмо же? Чмо?
Поэтому Башкортостан или Татарстанга без киргенда, вот таких мы будем выцеплять. Мы их всех будем выцеплять. У всех, у кого есть ордена, мы само собой их найдем. И ордена, без орденов, кто на войне был, всех будем строить. Всех. Кто что делал, всех будем строить. Они нам не нужны там. Булар маньяк. Булар будущий маньяк, убийца, головорезы. Вот эти вот вернутся к вам. Понимаете? А вы, получается, кулысыз. Кулысыз. Ниши кулысыз. Контактка кірем, меня тошнит контактка кірге даже. Әлі неше контакт бар. Кіресің, и каждый контактта аузына тышым язалар. И сен генә кайтып җитегез инде. И сен генә кайтып җитегез. И сен генә ничек кайтып җитәсең, сугышка җибәрәсең, Ташбаш. Сез нинди сугышка җибәргәндә балаң исән генә кайтырга дип. Идиоты вы. Ладно, вы защищать шли бы. Сугышка җибәрсәң инде, как мына немецлар захватили, фашистлар, типа того, защищать, когда шли наши деды. А сіз бит нападать барасыз, идиоты, нападать, рахматзур, нападать барганда бит, Ташбашлар кеше бит үлә, нападать барганда бит, само собой сен үтерәләр, потому что син идешь нападать, син бит бармыйсың защищать. Когда ты идешь защищать, у него и тактика другая, а когда ты идешь нападать, ты все труп. Ты труп. Придурки. Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, заявил канадский премьер Трюдо. Пошла жара. Трюдо уже даже такое сказал. Молодец, молодец, сразу намек дал. Послушаем чуть-чуть, что там. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal. But Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. We too... Трюдо, фамилия какой-то странная. Француз, наверное, он тоже. А? Вам не кажется? Там же Канада поделена на английскую и на французскую территорию вроде бы. Трюдо, наверное, он француз. Дональд, ты умный человек, но это очень глупый ход. Сегодня США, наш ближайший союзник и друг, объявил торговую войну против Канады. Трюдо обратился к Трампу. Канадцам будет тяжело. Мы используем все инструменты, чтобы пережить эту бурю, заявил премьер Канады о торговой войне с США. Канада вводит ответные пошлины на более чем 155 миллиардов американских товаров. Понимаете? Это то же самое, что... Вам не только мне, наверное, кажется, вам тоже не кажется, что полностью путинская слизанная тему Трамп делает. Получается, Путин подцапался со своими же крестоносцами, с украинцами, а тут Трамплин ссорится с Канадой. Тоже ихняя же, вот это, как говорится, ихняя же кровь, по идее даже. Ихняя кровь. Эти все, как говорится, так скажем, беженцы этого острова американского, которые приперлись с Европы в свое время. Такие же беженцы. И они между собой цапаются. Я просто поражаюсь. Ладно, они бы цапались бы с мексиканцами. Нет, он идиот, на Канаду нападает. Придурок уже, а? Конкретно старик уже чокнулся. США начали торговую войну против Канады, заявил канадский премьер Трюдо. Оттава ввела ответные пошлины на 25% на американские товары. Также Канада подала иск в ВТО из-за введения США тарифов на канадские товары. Все. Так, здесь уже я читал. Где-то тут. Ага. Местные кабанчики лишают жен орков выплат. Вот, скрывает, конечно, но вот опять. Видите, как? Тут, конечно, не ясно. Все, нашел. Вот, целая куча кабанов хавает людей. Ну чё, узкожопые, жрут же вас, а? А может, это башкирты кушают, татары кушают? Мы же не знаем, там же не написано, кого жрут. Ну, дрон-то не может вычислить, кого он жрет. Ну, как говорится, орка жрут, орка. Орка жрет, жрётка. Так что вот так вот, это тошнилово. Это писец, короче. Прикиньте, а потом вы там, наверное, шашлыки делаете с этими кабанами. Идеально. Стафирлах. Так. И самое удивительное про Узбекистан.
Узбекистан'da да аңнап болмıyor. Тошбашлык конкретный. Каримов в свое время отправлял, потом говорил, қайтып келейлер. И тут пишут, рабочие будут обеспечены одеждой, общежитием, трехразовым горячим питанием, транспортом. Кроме того, им будет обеспечен 8-часовой рабочий день и дополнительные выходные. Стороны также подпишут трудовой договор. Посольство Узбекистана в России. Окей. Власти Узбекистана приглашают граждан страны, находящихся в эмиграции, вернуться на родину и участвовать в строительстве нового Ташкента. Как сообщается, открыто около 10 тысяч вакансий, среди которых требуются бетонщики, штукатуры, сантехники, электрики и каменщики. Заработная плата составит от 600 до 1200 в месяц. Это из «Новое настоящее время». И с Инстаграма я его копернул, а так я его слушал сегодня. Короче, там говорится о чем? Там говорится о том, что вопрос задает вот это настоящее время журналисты. Вот вы, допустим, вернетесь туда-сюда, там в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. И они говорят, то, что нам предлагается здесь, говорит, в Азии, там, говорит, всех не устроит эта работа, говорит. Не для всех эта работа. Там нет той работы, которая бы подходила бы всем, говорят. Ну и на самом деле так и есть. Всем работу ты не найдешь, потому что оно не заточено давать работу. Оно только заточено отправлять вас в рабство. Понимаете? А чтобы заточенность к работе сделать нужно, это нужно как раз-таки вам вводить туда не только вот это Деонексию чертовое корейское, а туда нужно входить уже другим компаниям, которые вам создадут заводы, фабрики, где вы будете какую-то касапшунда шлисес, и все, не будете рыпаться по всей России, как прошмандовки, приезжать не будете, понимаете? Вот ваша задача. Строить свою землю. У вас есть своя земля, а вы претесь на другие земли узкожопым жопу лизать. А? Подметать Москву. Зачем? Зачем? Вы же взяли независимость для чего? Ездить по странам, как шакалы, без двора, без дома, без земли. Я не могу понять вас. Ладно, в 90-х мы жили, мы тоже так туда-сюда, думаю, ездили, но уже хватит, наверное. Мы в 21 веке уже живем. Сколько можно уже унижаться, приезжать, подметать дворы Москвы и очки пидорить? Почему? Поэтому вот это то, что 1200, это, конечно, мало. 600 или 1200 это мало. Для Узбекистана, я считаю, это мало. Минимум там тоже не меньше 2000 евро должно быть, как в Европе цены. Потому что там позволяет все. Пусть меньше воруют. Вот и все. А для того, чтобы меньше воровало, значит, вам тоже время пришло менять правительство. Вон же Афган пытается захватить Таджикистан. А? Слышали, да, такое тоже? Афганистан пытается захватить Таджикистан. Ну, может, тоже будет как-то по-другому было бы там тоже. Кто его знает? Эмомали Рахмона снесли бы. Тоже хорошая тема. А может, Афгану и Узбекистан захватить? Как вам думаете, а? Вы же не можете сами снести своего президента. И мы Путина не можем снести. А может, Афган вам поможет? Афган же не сломался, когда вошли и узкие, и американцы. Они же всем дали сды. Понимаете? Вот так что пища для размышления вам. Подумайте, как говорится, узбекляр. Кемне сигерге вақыт келді. Кемне сигерге улисыз. Так. Сейчас. Что не читал, поищем еще. Так, здесь читали километрами тут. А вот с коляской я вам... вот с коляской я вам днем не показывал. Скоро. О, с коляской. Рахат. На войне с коляской. Боеприпасы. В коляске боеприпасы. Прикиньте, ракета. Ракета. Еще себя показывает. Герой. Себя показывает. С коляской тащит какую-то хрень убивать украинцев. Докатились, а? И шаки были, что только не было. И теперь тут коляска. Так. Читали. Так. Слушали, читали. Вот этот я не читал, вот оставлял его потом почитать. Давайте вот вместе тоже поразмышляем, но я здесь этим не согласен. Бывший посол Исламского Эмирата о визите Зеленского в Вашингтон.
Что потом я хочу показать вам. Кто такой, я не знаю. Вот этот чувака, кто узнал. Я вообще души не чаю, кто такой. Бывший посол Исламского Эмирата в Пакистане. Пакистане это. Мулла Абду-Салям Заиф раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что Зеленский привел свою страну к разорению в угоду Европе и США, сделав ее зависимой от иностранной помощи. Это раз, окей. Публикация на своей странице Facebook Заиф отметил, что недавний визит Зеленского в Вашингтон стал показателем его утраты реального влияния. Он подчеркнул, что украинского президента выгнали из Белого дома с явным презрением и неуважением, что свидетельствует о снижении доверия к нему со стороны американского руководства. Заиф также указал, что этот инцидент должен стать уроком для стран и политиков, ориентированных на Вашингтон. Мин написал сразу сюда: не согласен, вы как думаете? Я задал вопрос. В Телеграме. И вот хочу ответить. С Вашингтоном, по идее, с одной стороны, он может даже прав. Нам не нужно что-то строить. Нам нужно строить с Европой. С Европой. Понимаете? Поэтому задача того, что там Зеленский, как он говорит, там где-то что-то там он проиграл туда-сюда, поймите одну вещь. С Вашингтоном проиграл ты, не проиграл, они нахрен не нужны. Конечно же, украинцы, как говорится, не знаю, как думают, но нашим в приоритете, нам, американцы, по сути, эти пиндосы не нужны. Поймите одну вещь. Нам нужны соседи. Соседи. Это слово говорит само по себе. Нам нужны соседи. Какие соседи? Значит, Украине на 360 градусов надо разворачиваться на нашу сторону. Смотреть на регионы. Начиная с Крыма, заканчивая Сахалина. Это и есть подмога, которая должна прийти Украине, чтобы уничтожить Москву. Не надо там за кордоном где-то в Америке искать кого-то. Я уже где-то когда-то об этом говорил. Зачем вы так это делаете? Почему вы не можете протереть глаза свои и посмотреть внутрь России? Почему? Вы же отправляете в Башкортостан, взрываете НПЗ или что-то там взрываете в Татарстане, Башкортостане. Значит, у вас же голова работает. Почему-то вы туда кидаете, как говорится, дроны. Зачем вы туда кидаете дроны? Вы значит, размышляете как-то расшевелить народ, может, или просто взорвать, чтобы не было там бензина или чего-то там. В чем прикол ваш? Поймите, где есть бензоколонка, допустим, да, где течет ручей, вы не можете уничтожить ручей. Вот поймите одну вещь. Можно только уничтожить, кто создал этот ручей. Точнее, в таком понимании. Ручей, конечно, само собой, Аллах создал. Как говорится, если так уж интерпретировать. Имеется в виду, вот эту бензоколонку, которая в Башкортостане, в Татарстане, кто его создал? Создали, как говорится, Москва, так скажем. Это, конечно, все это наше, имеется в виду. Создала Москва. Значит, нужно уничтожать Москву, а вы пуляете в регионы. В чем прикол-то ваш? Поймите, если вы уже пуляете, если вы уже кинули, так скажем, туда, так скажем, палку, значит, вы тогда будьте любезны, так скажем, теперь работайте с регионами. Вы что, только можете взрывать регионы, а с ними, как говорится, дистанцировать отношения, сближать нету, что ли, желания? Вот этого я не могу понять. Поэтому я и долблю вам в течение года: Украина, услышьте меня, наши, кто Габбасовы, другие Кашаповы, об этом не говорят вам. Они вам говорят, что что-то мы поддерживаем вас. Да, я тоже вас поддерживаю, но это не поддержка. Словесная поддержка — это не поддержка, это не спасение. Как это, да? Хорошее слово — половина корова. У нас такое выражение есть. Половина коровы тоже не видно тут. Понимаете, мы не можем вас поддерживать словами. Нам нужно действие. А для этого вам нужно чуть-чуть посмотреть, сказать: так, с Башкортостана, с Татарстана есть желающие, помочь? Я скажу: есть. И все. И мы будем потихоньку работать с вами насчет того, чтобы собрать народ, поднять народ, обмундировать, дать оружие и потом уже идти на Москву. А не так, что вы мнетесь там внутри Украины, никак не можете выйти там. Заходите, выходите, заходите, выходите. Что за хрень, блин? Детский сад. Долбить надо по Москве. Уничтожьте Москву полностью.
Я буду рад вообще. Благодарен на всю жизнь буду. А не вот это херней заниматься. А этот, вот этот бывший посол, нахер, он не, не в Красную армию, так скажем. Так, здесь читал. Где я не дочитал? Вот это Афганистан с Пакистаном читал я вам. Турция, Великобритания читал. А вот это не читал. Израильская оккупация, ну, разная тема, разная, по-разному все идем у нас, разброс. У меня не одна тема, не как у всех. Заходят, допустим, Айсен, одну тему только вам рассказывает. А у меня все, винегрет, понимаете? Я обо всем сразу говорю, так что, надеюсь, вам интересно. Так, израильская оккупация опасается роста влияния Турции в Сирии. Американский аналитический центр Центрум Интернационал считает, что израильская оккупация опасается роста влияния Турции в Сирии. Анкара может подтолкнуть новое сирийское руководство к антиизраильской политике. Это изменит баланс сил в регионе и поможет укрепить Хамас. Аналитики отмечают, что израильская оккупация пытается контролировать ситуацию в Сирии, но усиление Турции мешает этим планам. Вот смотрите. То, что там Сирия, Турция помогает, я очень рад. Пусть помогает до конца. Как у нас говорят, кутыня джаваб бир. Если ты всунулся в это дело, помогай своему соседу. Не надо лезть нам со своим Тураном, Эрдоганом, своим дерьмом своим. Мы сами разберемся. Как говорится, 500 yıl сенен ярдам келмеген, кут сібіреге керек ми сенің ярдамың бізге. Поэтому давай, помогай, Эрдоган, короче, своему Сирии своим, рядышком соседям своим, долбите, как говорится, Израиль. Все, ваша задача, вот, у вас там до хрена, эту задачу вам еще решить надо. Не можете, как говорится, срать, не мучите жопу. Так что давайте. Вот примерно так я вам, надеюсь, ответил. Так, идем дальше. Ножевое нападение друзов в Хайфе. В Хайфе, на севере израильской оккупации, в центре города, произошло ножевое нападение, в результате которого погиб один поселенец и еще 7 человек получили ранения, 3 из которых находятся в тяжелом состоянии. Ну вот, чувака, короче, грохнули. Самое интересное тут, кто его грохнул. Очевидец, находящийся в автобусе, рассказал газете «Израиль Хаум». Когда нападавший прибыл на центральный вокзал, он вышел из автобуса и начал кричать «Аллаху Акбар» и наносить удары ножом людям, пока не прибыли силы безопасности и не нейтрализовали его. Во время задержания нападавший случайно был ранен один из поселенцев, когда был произведен выстрел. Интересный момент, нападавшим оказался, самое интересное, молодой человек Друз Итро Шахин, имеющий гражданство Германии и израильской оккупации. Он да бугмышлим уланда. Ранее премьер-министр израильской оккупации Бенджамин Нетаньяху угрожал новому сирийскому правительству, заявив, что если режим навредит нашим друзским братьям, мы примем меры. Получается, что? Друз чпокнул другого или кого-то там, и получается, он говорит сирийцам, типа, они пытаются нападать на друзов. Ну, я до этого еще смотрел видосе, там как раз рассказывается о том, что там Израиль пытается зайти и защищать друзов. А в итоге, получается, эти друзы тоже какие-то недоделанные евреи, или недоделанные арабы, или недоделанные шииты. Какой-то бардак там у них. В итоге, короче, за них пытается заступиться Нетаньяху. Это всего лишь причина, сабаб. Сабаб Алкалы пытается чпокнуть Сирию, да, вот что-то в этом роде. В ответ на атаку власти израильской оккупации приостановили движение автобусов в Хайфе. Вот и вам откровение, понимаете? Везде, когда начинают чмырить наших мусульман, появляется правда. Вот заметьте, всегда. Куточала шунды, ялганчыларна. Хайванларна. Так. Вот здесь интересное. Тоже. Намаз. Самое интересное где? В этом году на молитве Таравих в Казахстане увеличилось количество молящихся. В Казахстане в этом году наблюдается рост числа молящихся на молитве Таравих, которая совершается в месяц Рамадан. Огромный мечеть. Особенно многолюдно было в большой мечети Астаны, самой крупной мечети в Центральной Азии. Шинаптан Бигзурукен. Таравих намаз привлек большее количество верующих, и мечеть оказалась полностью заполнена.
Альхамдулилля, альхамдулилля будем говорить. Почему? Потому что пусть в Казахстане, в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане закончится прессование ислама. Вот наша задача. Уничтожить этих всех манкуртов, этих бедятчиков и всех вот этих миньетчиков путинососовских. Всех нужно уничтожить там тоже. Зачистку нужно провести по идее. Нам нахрен они нужны. Ислам должен быть везде равномерный, правильный. Так, покажу фото. Фрукты, туда-сюда, овощи. Торговцы Алеппо раздают товары бесплатно в месяц Рамадан. В городе Алеппо, Сирия, в священный месяц Рамадан торговцы начали раздавать товары бесплатно тем, кто в этом нуждается. На табличках, размещенных в магазинах, написано: если ты нуждаешься, то возьми бесплатно. Представляете? А мы даже не можем им помочь. Вот самое обидное. Прикиньте. Каждый год Рамадан мусульмане совершают такие поступки, чтобы заработать награду за добрые дела, стремясь помочь нуждающимся в этот священный месяц. Машаллах. Идем дальше. Сирия готовит конституционную декларацию для переходного периода. Да, если помните, Конституцию они говорили, года 3 будем делать. Сейчас дальше будем читать. А уже тут прижимают, получается, им не дают, как говорится, создавать какие-то условия правильные, поджимает это Израиль и другие какие-то твари, не дают жить Сирии. Поэтому они решили сделать побыстрее Конституцию, чтобы уже можно было бы рулить страной. Это как раз-таки эта тема, почему это все я закидываю, постоянно вам сообщаю, говорю, это нас ждет. Я вам тогда еще говорил, когда когда Сирия победила, я тогда уже сказал, Башкортостан на Татарстан көріп алыңыз дедім. Көріп алыңыз, қараңыз дедім. Бұл бізге дәріс дедім. Бұл біздің дәріс дедім. Бізге бұл конкретный урок, когда мы возьмем независимость, как это будет происходить. Но, имейте в виду, сейчас я буду читать то, что вам, это нам не будет касаться. Конституция Башкортостана с Татарстаном будет хоть 30 лет строиться, проблем нет. Мы его будем сами писать, само собой. У нас новое государство будет. Нам не нужно его переписывать, точнее, когда выражается переписать. Откуда вы хотите переписать его? Нам не нужно ничего переписывать. Мы будем его создавать из нуля. Из нуля будет создаваться Башкортостан, Татарстан, Конституция, судебный, уголовный кодекс будет создаваться с нуля. Нам не нужно это ФСБшное вот это 500 лет рабская вот эта конституция узких. Нам не нужно это, не нужно, допустим, копировать его из Германии, не нужно копировать его с Америки, там, или с Казахстана, или откуда. Не нужно копировать. Все мы сами будем, как говорится, туда, да, как говорится, оңаған кішілер язарға тиіш болашақ оны. Понимаете? 1 ел язамы, 2 ел язамы. Это их усмотрение. Главное, оно должно быть написано у нас по-человечески. По-человечески, где, как говорится, даже какому-то преступнику не будет там, так, допустим, казнь, а конкретно будет какой-то срок. Не такой срок, допустим, пожизненный, допустим, я намекаю, да, на то, что, допустим, человек, маньяк, допустим, да, ему же, мы не можем пожизненно ему дать, понимаете? Вот примерно, столковывая примерно вот такие косяки, допустим, людей, да, ведь мы должны конкретно понимать, что там должно быть ясность в написании этой конституции и кодекса уголовного и так далее. Сирия разрабатывает конституционную декларацию, которая заменит Конституцию 2012 года на время переходного периода. Этот документ будет временным, но обеспечит основу для управления страной и защиты прав граждан. Комитет, работающий над декларацией, сообщил, что ее легитимность подтвердят национальной конференции. Это поможет получить поддержку народа и сделает переходной процесс законным. Документ будет определять, как будут работать законодательные, исполнительные и судебные власти в переходной период. Также будут установлены принципы, которые обеспечат стабильность и эффективность работы властей. Проект основывается на обсуждениях и семинарах по всей стране и будет представлен президенту для утверждения, чтобы создать стабильную и справедливую Сирию. И тут вот как раз таки для того, чтобы у нас переходного периода не было, потому что нам не нужно, куда мы будем переходить. Мы откуда будем переходить вообще? Даже вот эта логика здесь неправильная, потому что у нас нет перехода. У нас есть, так скажем, создание
создание нового государства, нового свободного Башкортостана с Татарстаном. У нас нет перехода. Мы что, от узкожопых переходим в себя, что ли? Куда мы переходим? Мы можем его только не переходным назвать, а вернуться в себя, можно назвать его. Вернемся, точнее, вернем самих себя, так скажем, себе. Так скажем, земли, да, имеется в виду. Вот поэтому здесь вот эта интерпретация чуть-чуть неправильная, я считаю. И для того, чтобы у нас до Конституции, написания Конституции, если даже у арабов такой темы нету, а у нас-то есть, bizda narsa uchun bor jiyin, narsa uchun bizda bor qurultay, jiyin, narsa uchun ishlangan. Как раз таки mana shu angama uchun, mana shuni sulashuv uchun ishlangan bu. Понимаете? Для этого у нас сразу образуется jiyin, как я вам до этого говорил, холок bilan. Холок будет решать все. Только холок bilan ishkartamiz biz butun ishni. Только холоккана bilashak bu ishni. Как сказать? Обсуждение будет с народом, а не какие-то семинары будем проводить с кем-то. С кем? С кем? Вышестоящими лицами? Нахрен. Нахрен. У нас есть народ. Наше вышестоящее общество это будет народ. Нам не нужны какие-то лица, которые будут там, допустим, Габасовы, Кашаповы, или там еще Айсины, там что-то там бздеть. Нам не нужны такие люди. Нам нужен народ, который Башкортостана, Татарстана будет диктовать нам, как дальше быть. Вот наша задача. И от этого голоса, от этих умов, допустим, с каждого региона образуем этих умов. Эти умы будут нам диктовать со своего, так скажем, района, земли, үзіні яғынан әйтәшәк. Так, біз мана шулай уйладық, бұлар айтады, біз былай уйладық, и шуны жиында біз будем решать. И после этого выходит вот это и ваша конституция чертовая, понимаете? И законность. Почему? Потому что если спускаться вниз по исламу, в прошлом, когда наш пророк был Мухаммад Сайпайгамбарымыз, вы думаете, что там была конституция, что ли? Прям такая, прям написанная конституция, что ли, была? Нет, был Коран. Был просто Коран, я так думаю. Это чисто моя мысль. Был Коран, и они шли по Корану. Коран болған шул олар үшін и правда болған, и суд болған, бүтін әйбір олар үшін шул болған. Бізде, как говорится, уж мы не будем уходить в такие дебри, так скажем, доисторические, а у нас будет просто жиен. Шул жиен, да, мы будем решать конкретные темы, которые входят в политику, и как мы будем дальше жить. Все, вот это нам нужно. А для этого нам не нужно переходить. Вот это как бы... Я не согласен, что переходить нам никуда не надо. Нам надо создавать новое. Никому мы не обязаны отчитываться. Мы никому не должны отчитываться. Когда кто-то скажет, что вы там с кем-то, если... еще вот вспомнил, когда вам скажут, что мы вам помогли, как сейчас Трамплин Зеленскому сказал, мы же тебе помогли, ты извинись, говорит этот черт, этот Веник. Веник говорит, ты извинись, что ты не извиняешься, да, типа, извинись, типа, перед бабаем, типа, ты, типа, молодой сынок, извинись, да, типа, и я скажу одно, мы перед Европой, или кто там, если нам соберется помогать по независимости Башкортостана, Татарстан, извиняться, или там что-то там унижаться мы не будем, мы никому ничего не должны, мы вообще никому не должны, мы пострадавшие. Мы пострадавшие, это не нужно забывать. 500 лет в рабстве, 500 лет в колонии Пи России находимся мы. Не кто-то другой, не европейцы, не американцы, никто не находится в этой Пи России. Понимаете? Шунарга, мында, пятак шайнарга кирякми. Мында конкретно нужно рассуждать о том, что мы никому ничего не должны. Даже если кто-то нам поможет, мы ему бабки отдадим. Помогаешь? Иди сюда. Трамплин или кто там захочет помочь нам. Европа, иди сюда. Макрон. Так, значит так. Ты столько помогаешь, бабло сколько даешь? Запиши. Все, записал. Заходим в Башкортостан, берем власть. Ага, все. Сколько нашкребли? Нашкребли, допустим, половину. Все, половину быстро перечислили, отдали французам. Все, мы разобрались. Вот примерно вот так будет. Мы никому ничего не должны. Шуно аңнағыз, если вы опущенные, күтігізге швабра тығып қойсалар, уже сразу, сейчас,
Вот как Зеленскому хотят засунуть швабру. Так не пойдет. Да, к черту я не подписываюсь под такую тему. Поймите одну вещь, когда ты выходишь с одного рабства, ты, значит, выходишь с рабства, ты не идешь на другую швабру, понимаете? Поэтому вот держите өзіңіздің планкаңыз боларға тиіш. Әрбір халықта өзінің планкасы боларға тиіш. Өзіңізді говно білән бутамағыз. Шулай, короче. Поэтому нам это не надо. Имеется в виду переходной период. У нас нет переходного периода. У нас есть восстановление нового государства. Вот примерно вот так должно оно, думаю, выражаться. Вот этот ублюдок, яхудский ублюдок, что говорит? Самое интересное, Кац. Помните, еще Кац есть один, урод Кац еще один есть. Кац, и у этого тоже Кац фамилия. Блокада только начало. Мы заблокировали поставки гуманитарной помощи в Газу, и Хамас не должен заблуждаться насчет последствий. Это лишь начало. Если заложники не будут освобождены в ближайшее время, Газа окажется полностью отрезанной и откроются ворота ада. Министр обороны израильской оккупации Кац. Вот такие вот ублюдки. Получается, они хотят, как говорится, создать там ад. Ну, иншаллах, Аллах Та'аля рахмли, и он откроет, как говорится, в любые в закрытые двери и ворота, чтобы накормить своих рабов. Проблем не будет, я считаю. Поэтому, если одна дверь закрывается, открывается другая. Поэтому это нам тоже касается. Если с Украиной у нас не получается общий язык найти, и никто не хочет меня на стрим себе пригласить, там сказать, давай поговори, как говорится, на общее обозрение на моем аккаунте, так скажем, у кого там 1-2 миллиона людей подписаны. Давайте. Если этого нету, значит, ждем дальше. Откроется другая дверь. Проблем нет. Поэтому также, если у Украины не получается, значит, наше движение, так скажем, как Путин сказал, наша движуха Башкортостана и Татарстана будет, значит, с другой двери входиться в Москву. Проблем нет. Хамас, блокада и голод не сломят нас. Вот и ответка прилетела. Решение... Чувак отвечает. Короче, покажу вам. Мужик этот какой-то. Решение оккупационных властей закрыть переходы и заблокировать гуманитарную помощь является военным преступлением. Угроза оккупации о блокаде и голоде нас не пугает и не имеет никакой силы. Нетаньяху пытается разрушить соглашение и вынудить нас к новым переговорам, но мы категорически не принимаем. Оккупация не вернет своих заключенных, кроме как в рамках сделки обмена, и мы не поддадимся никакому давлению или ультиматуму. Оружие сопротивления – это неприкосновенная ценность, и мы не будем ее обсуждать или ставить на переговоры. Мы не согласны на обмен оружия, на восстановление и гуманитарную помощь. Лидер Хамас Сами Абу Зухри. Ну, здесь, тут, конечно, молодцы, и базара нет. Но здесь одна но есть. До конца я с ними тоже порой иногда не согласен. Вот эту точку зрения свою тоже выскажу. Если тут играют шииты нам нахрен не нужны. Вот по сути. Мы, альхамдулилля, мы сунниты. Шииты, они тоже какие-то недоделанные придурки. Поэтому нам они как бы по сути не нужны. Но вот тут один загвоздка есть, что палестинцы-то сунниты. Палестинцы сунниты, и они остались, так скажем, между этими уродами Израилем и этими шиитами, между остались. Понимаете, я это так понимаю. И попадает под раздачу ихняя земля. Понимаете, вот в чем прикол здесь. Поэтому я считаю, здесь только мы должны делать в данный момент пока хотя бы дуа, чтобы палестинцы победили, потому что другого варианта нету. Если они, как говорится, проиграют после вот такого давления, да, то Израиль, получается, полностью уже отожмет палестинцев. И считайте то же самое, что Башкортостан сейчас находится под давлением России. И мы также вот ничего не можем сделать. И также палестинцы не смогут ничего делать. Понимаете? Вот в чем прикол. Поэтому я считаю, что если даже те шииты, Хамас, значит, это спасение какое-то образовалось именно с точки зрения, я думаю, Аллаха, не просто так. Если даже шииты могут идти противостоять этим яхудам.
Вот тут какой-то интересный вопрос странный выходит. Давайте не будем говорить о том, что кому-то нужна территория, кому-то земля нужна. Это. Не в этом суть. Именно здесь человеческий образ. Человеческий образ в том, что почему эти шииты пытаются помочь палестинцам-суннитам. Или палестинцы-сунниты не все сунниты. Тут тоже вопрос странный. Вот непонятно, почему это все происходит. В чем у кого интерес? Непонятно. Поэтому я думаю, главное, да, ведь наша задача сейчас в такие дебри мы не можем уходить, как Дагестан постоянно плачется, я всегда вам говорил, плачется о том, что вот Палестина умирает, туда-сюда, надо помочь, туда-сюда, а сами в рабстве. Поэтому я считаю, что давайте мы себя сперва спасем, а потом дальше мы будем спасать весь мир. Проблем не будет. Мы же не агенты 007, волшебники. Должны себя, потому что, я так думаю, потому что мы не можем сами, находясь в рабстве, помогать другим рабам. Сперва надо, кто-то же должен освободиться от этого рабства, а потом уже помогать другим в тяжелый момент. Почти 2 часа я с вами. Так, вот здесь откопал карту один день, загрузил. Великая Татария. Но почему-то Татария написано тут, а так Тартария. Великая Тартария. Все эти земли были великими Тартарии, Великой Тартарии. И эта карта явно с тысячемиллионлетная, карта. Здесь я вижу, получается, Гранд Тартария. А тут почему-то Татария написано. Получается, Тартарии называли раньше все эти земли. Это все пи России земли назывались Тартарией. Получается, в те времена эти земли, так уж тут пишется, что были эти землей Тартарии. И никакого там узкого мира и не было вообще, помимо никого не было. Давайте вот почитаем. Это я вытащил откуда-то. Так, мало кто знает о существовании в прошлом, это так, для размышления, о существовании в прошлом огромной страны под названием Великая Тартария. Ее размеры приводят в замешательство, ведь она занимает добрую половину Евразии. К тому же море на севере когда-то называлось Татарским, а пролив у Сахалина до сих пор называется Татарским. Ну да, я в Владивостоке как раз служил, что-то слышал. Изначально в Евразии было 2 континента – Европа и Великая Тартария. Поэтому о захвате татарами русских земель в Поволжье, Урале и Сибири можно забыть, как о фантазии малограмотных политиков. Одна из самых первых карт Тартарии была опубликована в 1562 году. Понимаете? В 1562 году. А Казань пала в 1552 году. Через 10 лет с кем это строится? Опубликовал кто? Энтони Дженкинсоном. Энтон Дженкинсон какой-то. Многие карты Татарии повторяют друг друга. Это вполне понятно. Почему дальше уже Татария называется странно, не Тартария? Это вполне понятно и, кстати, косвенно указывает на их подлинность. На всех картах, будь то европейские или российские, присутствует целый ряд Тартарии. Тартария российская, Тартария вольная, Тартария китайская, малая крымская Тартария, ногайская Тартария. Это невольно наводит на мысль, что татарским называли целый континент и, соответственно, государство. Экспансия даром не проходит. Первоначальная энергия растекается по территориям и народам и постепенно затухает, оставляя наследство довольно мирных, спокойных людей. В случае с татарами, наследниками средневековых татар стали крымские, волжские и сибирские татары, а также островки или следы пребывания татар в разных частях света. Татары в сильнейшей степени повлияли на формирование многих народов: казахов, узбеков, нагайцев, хакасов, карачайцев, балкар и других. И, конечно же, историю русских не понять без татарского компонента, ведь вся Россия в средние века называлась Татарией. По материалам научных изысканий Рафаэля Хакимова «Этюды об исторической
Татарии. Примерно вот такая фигня. Это я так сказал, правда или нет, поразмышлять. Пища для размышления. Ну, как бы я не историк, я чисто вот то, что вижу, и как бы пытаюсь вам читать. Поэтому как бы было оно или нет, на самом деле так, эта карта, но я до этого вам загружал какую-то одну карту, которая в Италии. Вот там-то была как раз-таки вот это в Италии, в итальянской карте была 1400 какого-то года, 59-го что ли, 1459 года, была как раз-таки вот эта Тартария. Это там вообще огромная территория она была, огромная. Там Москва была такая там, московская, что-то называлось, московское болото, короче. Все, там все было вот это Тартария в этой карте 1400 какого-то года в музее Италии. Так что здесь явно, имейте в виду, европейцы не врут. Насчет вот таких тем европейцы не врут по идее. У них нет такой, как крестьяничество, как у этих узкожопых. Так, вот тут вот закидывали одну вещь, самую интересную. Теперь по Башкортостану. Этот, один братан закинул. Восстание в Башкирии 1942 года связано с антисоветским выступлением в тылу во время Великой Отечественной войны. Это восстание было частью более широких процессов партизанской и подпольной борьбы, а также проявление недовольства мобилизованной политикой и репрессиями со стороны советской власти. 1942 год. Представляете, да? Мобилизация шла именно коренных народов на эту чертову войну с немцами. И в то время уже башкортлар выходили против. Представляете, даже в то время выходили против. А потом удивляемся, почему же Башкортостан постоянно воевал. Вот, а они их по идее не хотели воевать, оказывается, их заставляли. Что известно о восстании? Первое. Причины. Жесткая политика мобилизации в Красную армию, в том числе среди башкир и татар. Репрессии против местного населения, включая коллективизацию, раскулачивание и депортации. Антисоветские настроения среди части населения, особенно среди бывших кулаков и репрессированных. Понимаете, какая-то фигня шла. Второе. Теперь я понимаю, почему минем Башкортнанам попадает Старлбаштан в Узбекистан. Вот почему. Почему их брат бежал в Ташкент? Потому что жесткое что-то было. Отца убили. Их отца убили, считаете. Да, ведь я рассказывал вам в прошлой истории. Топором зарубили. Юмагул деген икенче башкорт. Кулак. Утра мына, короче. Ну, как бы что-то не поделили. Явно кто-то что-то мутил там. Ход событий. Второе. Восстание произошло в нескольких районах в Башкирской ССР в 1942 году. В отдельных деревнях возникли вооруженные группы, выступавшие против советской власти. Восставшие нападали на представителей местных властей, уничтожали советские документы и вооружались. Понимаете, восстание вышли даже в Башкортостанда. Нигде такого нету такой истории. Мне вот закинули сюда телегу. Некоторые группы могли быть связаны с немецкими диверсионными отрядами и действовавшим в советском тылу. Как бы, ну, типа, думали, что это как бы с немцами снюханные люди. Понимаете, даже так обвиняли. Третье. Подавление. Восстание было быстро подавлено силами НКВД и армейским подразделением. Часть участников была ликвидирована в боестолкновениях, другие арестованы, отправлены в лагеря или расстреляны. Теперь вот здесь остановимся и добавлю свое. Чтобы вот такой темы не было, чтобы не чпокнули, поэтому их очень мало, наверное, было. Хазырғы біздің заманада, біздің қазіргі уақытта бізге только мындай эшләргә туры килә. Башкортлар белән татарларга берләшеп, күбәешеп, Мәскәүгә берләшеп барырга кирәк. Берләшеп кенә, бердәм булып барырга кирәк анда. Не вот так, что этак-сятак, анда чыкты, мында чыкты бір-екі кеше, как в истории Алдар Батыра. Мы, говорит, все, мы отвоевали, мы будем дома. Дигәннәр булган раньше.
тарих бойынша. Поэтому такого не должно быть. Хазар боса тұрған болсақ, мен сізге айтам бедім, да почему я хочу собрать эти войска? Мощный, жесткий контроль ясарға ойлаймын мен. Жесткий контроль только башқұрт пен татар бұларға тиіш. Это первая моя тема, да, ведь? Чтобы біздің халық именно шу Башқұртстан, Татарстан үшін күрәшә тұрған бұларға тиіш. А не такой атак-сатак, который қойдандыр келген, он не понимает, зачем пришел, урыс яқлы мол, татар яқлы мол, башқұрт яқлы мол, өзін әлі аңламаған аңғыралар бізге керек ме? Бізге конкретный шундай озадаченный кішілер керек, которые мына біләләр тарихны, бізді башқұрт татарларны үтіргенлерін білә урысларны, мына шуны аңлаган кіші керек, бізді полностью мына шул темалар белән впитанный, так скажем, обученный, начитанный деген кебек, мына шундай кіші генә керек бізге құрал ала торган кулга. Понимаете? Примерно болеющий за свой народ. Вот такой человек нужен нам, а не такие, которые отморозки, которые не понимают сами по жизни, кто они, сами подобие, как хабировские вот эти прохвосты всякие, Бодрановы и так далее. Он этлер бізге керек. Юк, бізге конкретные кишилер керек, которые конкретно эту всю хунту хотят снести и убрать. Бізге шундай кишилер керек. Они такие, которые сами не знают, зачем вообще они живут. Четвертое. Последствия. Усиление репрессивных мер в регионе, ужесточение контроля за населением, активизация поиска предателей и диверсантов. Вот, видите? У нас тоже они также могут сказать диверсанты, предатели и так далее. Поэтому мы на все должны найти им ответ. Мы конкретно должны быть уничтожителями Москвы. Мы никакие не диверсанты, не предатели. Мы конкретно уничтожители мы должны быть. Многие упоминания о восстании были засекречены, и только в постсоветское время стало возможно изучать этот эпизод более детально. В целом этот инцидент остается малоизвестным, поскольку официальная советская историография замалчивали внутренние волнения времен войны. Вот, понимаете, вот и думайте после этого. Это вот с этого взято. Это то, что пишет чат GPT. Представляете, GPT такое выдает. Удивительно, он откуда это откопал? Значит, уже где-то откуда-то выходят какие-то отгласки. Он GPT же не будет сам по себе придумывать. А чат GPT чей? Американский. Чат GPT, значит, у американцев более правдивая история. Есть она. Это что пишет чат GPT о башкирском восстании 1942 года. Ну, прикиньте, откуда она могла бы взять? Явно это американская разведка против большевиков. Понимаете, вот. Вот что пишет Айрат Дильмухаметов. Противовес. Даже в далекой от фронта Башкирии восстали башкиры и русские в Иглинском и Нуриманских районах. Даже узкие восстали. Туда спешно перебрасывается 3 полка НКВД в восставших районах коммунистов и чекистов вешают, режут, забивают до смерти. В восставших районах коммунистов и чекистов вешают, режут, забивают до смерти. Это ужас. В интернете, кроме этих 2 источников, нигде больше не могу найти упоминаний об этих событиях. Давайте попробуем разобраться, что произошло тогда, так как власти до сих пор замалчивают эти события. Буду рад услышать, если у кого-то есть какие-то сведения об этих событиях. Но это вот откуда это закинули. Получается, он тоже хочет до конца узнать. Вот получается, только есть 2 варианта, и они более-менее схожи друг с другом. И, конечно же, Айрату Дильмухаметову мы будем верить. Он же не будет врать, как говорится. Против народа же не будет он бздеть. А вот как раз тот день по СВО. Кукей вот этот. Самое главное сегодня СВО. В части работы по СВО у нас уже с начала СВО контрактники мобилизованы 38 169 человек. Иштегіз ме? Минниханчик сказал. 38 169. Да? Вот так сказал он? Вот и думайте. Махсус харби операцияда Татарстаннан 38 169 аңламағанларға. Понимаете, вот? 38 я вообще не могу понять. 38 это во-первых, 38 фиг с ним, примерно я верю ему. 38
я считаю, еще здесь, давайте определим еще одну тему. Я считаю, что это утасигизм, вот конкретно я так думаю, это те люди, которые пошли, так скажем, то ли по призыву, то ли вот примерно под каким-то соусом они пошли. А есть еще контрактники. Они же явно вот эти 38, все вместе, если была травмбоса, это очень мало. Поймите, у тостигизма, если все вместе, контрактник, еще какой-то соусом, еще самовольные, самопальные, вот такая хрень, если она пошла, но это все, если микс, то 38 это мало. Потому что, если вы помните, именно 22 год, когда прям силы заталкивали, даже в Дагестане орали. Отпустите его, помните, 22 год? В машину заталкивали и везли. Башкортостан, Татарстанда шулай болмадымы енді. Я же вам сам еще рассказывал, что в Башкортостанда одного раненого аулда затащили и забирали. Помните? И никто его не смог спасти даже. Мать больная, так скажем, никто не смог в ауле выдернуть и в бобик запихали его. И вот и думаете после этого. Поэтому утасигизм это херня. Это просто для народа. Для народа, так скажем, такая цифра такая. А к нему еще, напомню вам, 78 тысяч дидеме, это племянница Путлера. Помните? 78 тысяч, что она сказала? Которые сдали анализ ДНК. ДНК, помните? Пару месяцев назад ДНК сдали. 78 тысяч. Вот и думайте после этого. Понимаете, ДНК сдались 78 тысяч, ну и само собой это по всей России. Но цифры-то смотрите какие. Получается, ДНК берялер 78 мең, а почему-то Татарстанда только 38 мең. Ну, что-то не складывается. Если даже раскидаем эти 78 тысяч по всем регионам. Понимаете, цифры, не внушают правдивости. Все цифры какие-то из пальца придуманные. Короче говоря, 38 мыңны 30 күнге бөлсең де, 30 күнге бөлсең, допустим, за 30 дней 38 тысяч поделишь, получается, давайте вот, не поленюсь калькуляторға тығабыз хорошо біз. 38 мыңны так, бөләбіз 30-ға. 1266 человек. Это же смешно. Прикиньте, Уфадағы военкомат бізді алып кеткенде, вот мен кеткенде 2004 жылы армияға. Не соврать. Уфа вокзалы білесіз бе енді, Иске еще онда, ол Иске вокзал, шулай трамвай йөрейді, трамвайдан түшесің асқа түшесің да енді шында ментовка бар ая. Такая саса біткен ментовка, справа сразу. А слева вход бит енді вокзалға. А справа пригородные кассы еще. Пригородный, или какой-то хрень, туалеты именно, ментовка именно как-то справа. Ну, как Карл Маркстан асқа түшкенде справа сразу. И шунда жиылдық. Туп-тулы болды. И сколько ушло, думаете? Вроде бы, вот не соврать, 1500. 1500 человек было там. Дальний Восток. Понимаете? Если не соврать, не 5000 мекен дегенім мен шунда. Вроде бы 1500 дейділер ме, 5000 мекен. Вот 1500 точно это. 1500. И потом пошло. Биробиджан, Бикин, Микин. Вот так. Пока до Владика мы доехали, до Хабаровска, набрали весь поезд, этот эшелоном ехали. Бүтін жерде бір кроватьта 3 кіші яттық. Бір кубрикта, вагон кубригында 18 кіші болдық. Представьте, 1, 2, 3, 9. Харбір 9 полкада, грубо говоря, по 3 человека было у нас. Ну, я считал,
почему-то 18 человек было, короче. Вот примерно я вспоминаю, это 20 лет назад это было. Вот и прикиньте, 1266 это в день. В день может уйти с одного военкомата. Если там уходило 1500 в день. Это покупка называется у них. Покупают туда-сюда, отправляют. А он а покупка нету. Покупка только на войну. Тут нет покупки. Только на войну один ход тут есть. Нету такого. На Дальний Восток тебя куда-то, на Кавказ, туда. Нет тут распределения. Только одно распределение. И за 30 дней, если поделить это 38 тысяч, если на год я вам даже не делю, там вообще копейки получается. 1266 кеше күніне. Это смешно. Я вам скажу, это вранье. Потому что если одна ходка только может забрать один военкомат, не меньше 1500 человек. Да, пусть будет 1000 человек. И тут получается 38 тысяч за 3 года. Это смешно. Понимаете, как нас обманывают? Точнее, вас обманывают, не нас. Вас обманывают. Итог какой получается? Итог получается минимум не 2400 өлген Башкортстан мен Татарстанда, а минимум 100 000 кеше өлген десек те була. 100 000 кеше точно яткан. Потому что олар юк. Олар юк. У них, конечно, в списках есть. У нас нету этих списков пока. Мы не знаем. И вот итог получается по 50 тысяч с каждого региона. Минимум это. Нету их, нету. Вот свиньи жрут или что. Нету их. А то, что вам написали, Габасов постоянно 1000 раз сказал, Миров Матвеев. 2000 чем-то Татарстана, 4000 чем-то Башкортостана. Это все вранье. Это просто тупизм. Это просто цифры. Вот и все. Так что имейте в виду, я к чему это клоню? К тому, чтобы вы понимали, что безнің халық қырылды. Не надо верить этим всяким издоболам, которые говорят, что никто не умер там, или там чуть-чуть умерли, вернулись туда-сюда. Это я еще вам не говорю про инвалидов. А инвалидларны, которые вот сейчас уже вернулись, они инвалидларны, кемдір санағаны бар ма? Қолы аяғы юқ бит. Точно ол армияда юқ бит. Оларны кемдір санағаны бар ма? Так что туғанлар, біздің халықны қырдылар. Біздің халық өлді, қырылды. Имейте в виду. Вот это самое обидное. А вы, получается, как лохи, до сих пор это как губка впитываете и не можете понять. Кем бізді бүкілі, а сіз, как говорится, аңнамайсыз шуны. Трамплин что-то опять пишет. Если кто-то не хочет заключать соглашение, он не останется надолго. Трамп о соглашении с Украиной. Уже угрожать начал. Так, идем дальше. Вот здесь, короче, вопрос выходил вчера. Так уж где-то вылезло, и начал я его тему нагнать. В каком-то году, оказывается, но это было, это все, потом мне опровергли это, присяжные, так скажем, судьи. После распада СССР Российская Федерация в апреле 1993 года взяла на себя выплату всех советских долгов, в том числе и обязательства по ленд-лизу перед США. Советский долг за поставки по ленд-лизу был окончательно выплачен и закрыт в рамках расчетов с Парижским клубом 21 августа 2006 года. Но это все, оказывается, вранье. Вот это вот, я просто это гуглил я. В гугле написано, что узкожопые отдали все долги американцам. А на самом деле там миллионы, триллионы было долгов, никто нахрен ее не возвращал. А просто тут накатали, что вернули. А на самом деле узкожопые за 41-е, за 45-е года, которые в конце ленд-лиз сделал, американцы помогли ленд-лизом, они ни хрена ничего не выплатили. Сказал.
присяжный судья. Вот примерно так. Поэтому, как говорится, Гуглу верить нельзя, оказывается. Гуглу верить нельзя. Так что вот такие дела. Так, туғанлар, сағат 4 болды. Будем заканчивать. Короче, надо на сухур готовиться. Мы с вами посидели 2 часа 20 минут, поболтали. Как говорится, потом выйдем. Может, какая-нибудь тема появится, но выйдем днем. А так вот, примерно вот такая тема. Этот вопрос возникал, как раз сейчас закончу, давайте. Финляндия дважды воевала с Советским Союзом во время Второй мировой войны. Финляндия проиграла обе войны, но Советский Союз никогда не оккупировал Финляндию. Это тоже вранье, тоже это Google. Оказывается, Финляндия, по идее, победила. Оказывается, победила, но узкожопые написали, что проиграла. Потому что им так выгодно было. Понимаете смысл? Вот такая вот тема. Поэтому, как получается, вообще по всем войнам, по всем войнам, по идее, узкожопые проигрывали. По мне, проигрывали они людьми. Они просто ложили всех штабелями на мясо. Поэтому казалось, что они победили. А на самом деле проигрывали в людях. По жизни. По жизни в любой войне они проигрывали в людях. И также и с Северными Амурами то же самое. Получается, Наполеон все-таки же дошел до Кулова там, а потом уже, дойдя уже, когда они получали издюлей, потом пришли, получается, эти Северные Амуры и надавали лещи, как говорится, французам. Примерно вот такая тема. Но это история, это надо потом как-нибудь читать, найдем про легенду про Северных Амуров. Будем читать где-нибудь, когда-нибудь потом. Примерно шундай халь, дуслар. Все, да. Тут тем очень много, которых можно было бы еще почитать, но уже все. Ну вот тут продолжение сериала ужасов. Ладно уж, не буду уж показывать сейчас. Ну давайте вот этим закончим рассказом. Габасов, это только вот такие, как это, конспирологические вещи только любит писать. Тут видос, уж слушать даже не хочу, тут коротко просто расскажу. Эти узкожопая русская община пишет типа вставайте, подымайтесь, тырым-пырым, короче, надо подыматься, типа занимайтесь спортом, туда-сюда, деп урыслар үрәтә урысларына. Кімге қаршы олар шақырға ойлайсың? Куда они готовятся? Вот это я не могу понять. И тут вот ответ делает Габасов. Если бы какие-нибудь башкорты или татары, или чеченцы, или сахалар выпустили такое видео, где открыто бы призывали объединиться по национальному признаку, вооружаться и тренироваться, то тут же полетели бы жалобы и вой от русских, что не русские обнаглели и забираются устроить русарез. На следующий день Бастрыкин возбудил бы уголовное дело, и русские заставили бы извиняться на камеру и призываться в любви к русскому народу. Поэтому такие слова публично могут говорить из нерусских только те, кто находится в безопасности. Но когда они начинают об этом говорить, то их тут же обвиняют в сепаратизме, терроризме и разжигании межнациональной розни. Я вам, башкортар, еще раз говорю, объединяйтесь, вооружайтесь и будьте готовы к неизбежному противостоянию с русскими нацистами. Я добавлю от себя. Узкожопым, я вам уже в течение года, больше года уже будет, да, так скажем, я вам говорю, узкожопые. Вы все равно будете уничтожены. Рано или поздно мы зайдем. Вы имейте в виду. Вот имейте в виду. То, что вы тут сделаете вот такие видосы узкой общины, вы никуда далеко не пойдете, поймите. Сейчас, давайте сейчас с этим разговором закончим уже тему. Почему? Я вам давайте сейчас под конец обосную. Потому что в Украине
где вы воюете, воюете нами. Вот моей кровью воюете, уроды. Почему? Потому что вы сами, по идее, ничего не стоите. По идее, вы там вас, говорит там, кто там, 80 тысяч, говорит, 150 тысяч, говорит, миллион, 80 миллионов, 150 миллионов в этой России люди живут. Вы идиоты, определитесь. Если узкожопые вообще по сути никого не рожают, по сути там одного-двух родят, откуда их могут быть 80 или 150? Все остальное это мы. Поймите, у их от силы может со стариками, разбойниками какими-нибудь, от силы может быть полтинник. От силы. Остальное это мы, поймите. Поэтому 50 тысяч, 50 миллионов еле как может выйти у них. Еле как. Это вообще, я не знаю. Это и то перемешанные эти вот эти крестоносцы. Чуваши, марийцы, коми, вот это Карелия, фиг поймешь, Ингрия, вот эти перемешанные какие-то крестоносцы, вот эти многоязычники, эти всякие безбожники. Вот с ними их может быть 50 миллионов. Может быть, это еще не гарантия. Поэтому, когда вы что-то там пытаетесь вот так собирать и идете с нашими сейчас на войну, вы имеете в виду, что вы ничтожество. Вы вообще, вас по сути нет. Вот так, фу, и все, тамам. Поэтому наша задача, башкорт белән татарларга бердәм булып, бергә булып, бана шуларны бөтенесен загнуть, как говорится, согнуть и выгнать к чертям собачьим. Чтобы они проваливали свое московское болото, если им дадут жить там украинцы еще добавок. Вот примерно так. А так, сіз, оңнағыз бір вот этими выходками своими, вы только сами себе ставите крест в жопу. Почему? Потому что мы это не забудем. Мы это не забудем, поймите. Потому что вы находитесь на наших землях. Базара нет. Вы бы набегами приходили бы к нам, Башкортостан-Татарстан, набегами приходили бы, можно было бы, ну, набежали, ушли, окей. А власть-то наша, мы бы сказали бы, допустим, ну, вы же, получается, нас не отпускаете и вытворяете вот такие дела на наших землях, пытаетесь командовать нами, но это уже ни в какие рамки не влазит. Это то, что там внутри наши манкурты идут служить за вас, вы их не считаете, что они наши. Они манкурты. Вы поймите, прочитайте этого Чингиза Айтматова, слово манкурт, в конце концов. Поймите, что такое манкурт, потом уже нам гоните что-то, какую-то чепуху вашу. Поймите, нас вы никогда не переломаете. Нас с такой идеологией, как Путлер говорит, идентичностью башкиртов и татар, вы нас никогда не уничтожите, поймите. Мы еще крепче становимся после того, как это все видим. Нам пофиг то, что вы там делаете. Вы это все делаете не против нас. Вы делаете против манкуртов, которые идут с вами умирать против, как говорится, Украины воюют. Вот это вы им говорите. Вы не говорите нам, поймите. Мы своих, как говорится, они знают, они тихо сидят, так скажем, ждут нас. А вы говорите это манкуртам, не нам. Это такие ваши вот эти заготовочки нам не проходят. И когда Габасов описывает, что готовиться надо туды-сюды, готовиться нам, само собой, надо, да. Но не таким образом. Нам надо уже, как говорится, собираться в одном плацдарме, брать в руки оружие и идти на Москву. Вот это и есть уже наша готовность. Не надо ждать чего-то. Не надо. Габасову я 1000 раз уже говорил. Вот передайте ему, 1000 раз я ему говорил. Габасов должен звать уже на оружие. Чтобы Габасов уже обеспечил оружием. Вот его задача. Если ты можешь, как говорится, набирать людей, то действуй. Твой же Башкортостан, ты же башкирт. Вот примерно так. А то ведь постоянно на меня наезжает Симбит Узбекистаннан келгенсің. Я Узбекистаннан келгенмін, а пытаюсь вас, как говорится, поднять, да, башкиртов и татар. Вот это удивительно. Почему вы меня не поднимаете? Я вас поднимаю. Почему так? Поэтому имейте в виду, что узкожопые вот этими своими русскими общинами вы сами себе сделали крест. Сами себя сделали нацистами.
Ну, по идее, вы и были нацистами, по идее, конечно. Ну, вы как бы это уже запечатлили на видео. И каждого, кто здесь на видео, мы по одному будем находить. Проблем не будет. Вы в этой России никуда не уйдете. Вы из-за границы не нужны. Вас и там найдем мы. Проблем не будет. Вас везде будем искать. Которые вот так повылазят, выходят в маске, без маски, разницы нету. Нам одного найти, сольет всех. Проблем нет. Как говорится, швабру засунем, сольет всех. Проблем нет. Так что швабры мы наготовим, настругаем хороших швабры. Швабры, знаете еще какие сделаем? Такие, как вантус, с колючками такие, хорошие, с колючками сделаем, чтобы бір кергеш уже артқа шықмай тұрғаны шли біз аны. Шундай хал, дуслар. Ладно, давайте заканчиваем на этой теме. Завязываем этот базар. Астафируллах. Будем надо этот, как говорится, сухур делать. Все. Тут, говорю же, новостей много, оно не закончится. Вот так вот. Очень много новостей. Вот так вот. Вот такую. Вот так. Вот что-то рота башкорт. Biz şatmız ufadagi yigitler bilen spravitlivi utsunne bizde. Biz tırışabız sizni patva etmezke. Bu başıgına ali. Что за? Рота башкорт это какой-то чувак, короче, непонятно, что он говорит. Biz tırışabız sizni patva etmezke. Bu başıgına ali. Biz şatmız. О чем он говорит, так и не понял. Мы гордимся смелостью наших людей в Уфе. Сделаем все, чтобы вас не подвести. Это только начало. Башкортстанга дан. Это рота башкорт инде, которая. Рота башкорт. Но мен олар белән бит инде сезгә әйткәнем, язышкан им, я им не верю, не доверяю им. Так. Ну, все, тут новостей очень много, надо делать еще какой-нибудь стрим и тут отдельно читать еще. Очень много. Ну вот давайте вот это тоже прочитаем. Владимир Зеленский заявил, что готов снова встретиться с Дональдом Трампом, если президент США пригласит его. Но Зеленский дал понять, что новая встреча в Белом доме должна быть серьезной. Мы достойны равноправного диалога, заявил Зеленский в воскресенье после посещения саммита. Если президент США пригласит его для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных решительных действий и ответов, я приеду, сказал он. Я считаю, что вот тоже отвечу, да, тамам шумамаля, что Зеленский не должен ни на каплю, как там говорят, ни на центик там, или как там, на дюйм отодвигаться от своих сказанных делов. Bizda, я, как всегда вам говорил, орткасы и уюк, заднеприводным не надо быть. У нас нет такой темы, быть заднеприводным. Мы, как говорится, люди, так скажем, воспитанные в этой дерьмовом СССР, и у нас, я считаю, не должно быть заднеприводных вообще. Поэтому я поддерживаю в данный момент, хоть и он еврей, Зеленского, который дал, как говорится, понять этим трампистам, всяким уродам там с этой Белого дома, что мы, как говорится, несгибаемые. Мы несгибаемые. Поэтому каждому башкирту и татару, чеченцу и дагестанцу я говорю, поднять головы. Хватит уже, блин. Вытащите из песка голову и идти уже вперед на Москву надо. Хватит уже дрочить. Давайте, туғанлар. Басабыз, Алладан сұрайбыз, тәубе қылабыз, ураза тұтабыз, намаз оқимыз и алға. Ульсак-то, колсак-то мы должны уничтожить эту Москву. Вот и все. Зато, когда у нас будет, если даже мы умрем, независимость наша,
Зато будут наши дети, там, кто за нами останется, они будут рахатнаналар, понимаете, олар рахат пла. А без чё? Мы чё? Сегодня есть, завтра нет нас. Может, мы завтра просто так умрем. Мы же не знаем. Понимаете? Поэтому лучше же умереть с такой радостью, что мы возьмем свою независимость. А Мухаммад Пайгамбарымыз, напомню, всегда боролся против рабов. Всегда боролся, чтобы не было рабства. А мы не придерживаем даже одного его движения. Хоть и молимся, намаз делаем, а никогда не воюем против рабства. До такой степени обрусели, до такой степени отрусели, боимся умереть. Все, давайте. Йобам. Исан совсем. 18 киши утра мында 11 киши утра. Всем рахмат. Хороших, так скажем, постов всем. Вот так. Вы говорите про изнасилование мужчин, поэтому закрадывают сомнения некоторые. Светлана Светляя. Свобода Башкортостану. Какие сомнения у вас появляются, я не могу понять. Вот я не могу понять, вот такие люди сидят. Светлана, Митлана деп yazып қоялар исемләрен. Аңламыйм. Зеленский уже извинился. Где он извинился? Где он, Зеленский, извинился? Мында бір күту комментарий болған. Ну ладно, комментарий мен оқып отыра алмаймын қазір. Так что этот, распространяйте. 2.35 это немного, я сегодня говорил еще. Скачайте это все прям на скрин экрана, скачивайте все это. Я закрывать его не буду. Надеюсь, не закроет мне канал. Крайняк у меня в ТикТоке останется. Оттуда вытащу. Скачивайте, распространяйте. Можете даже на жесткий диск скачать и отправить Путину. Прямо Путину в Кремль отправьте это видео, чтобы он понимал, что рано или поздно мы его уничтожим. Все, давайте. Танащуко или Гутен Морген. Давайте. Я на сухур и намаз укып ятам. Все. Отбой у меня. 20 человек. Закрываем YouTube сперва. Потом скажу я вам, сколько было. Тиктока и там. Казар.